Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Boshqirdiston ham Tatariston. Bugun juma. O'tib boray endi. Meni vaqtim bo'lmadi. Internet bo'lmadi. Mana shu shaharga bo'ldim hali. Bu YouTube kanalda chiqaman. Чтобы unda boshqa YouTube kanallardan ham TikTokdan будем обследовать комментарии. Ну, короче, новостилардан men qolib ketdim. Пока непонятно, о чем будем говорить. Надеюсь, меня слышно инде. Ну, кешелерге куйлардар инде уже сағат нече болды ол. Түн. Так, бізде 10:35. Начинаем, короче. Вот. Надеюсь, мен еще установил правильно. Терзеден генә инде, короче, берем. Вот так вот. Турабыз. Чәй эчәбез. Шундый хәлләр. Шулай торып, анда инде яңалыклардан инде мен әле караганым юк, минем интернетым булмый калып. Яңалыктан получается анда Руслан Габбасов ниндидер стрим алып барган. Анау кем беләндер. Мурзагулов беләнме, шулай. Әле караган юк. Килегә чәй эчәбез. Сүтләп, татарча әйттереп. Короче, YouTube каналда бик күп нәрсә келер. Комментарийлар күбәйгән иде. Но ул комментарийлар инде Үзбекстан кешеләреннән шулай. Но хочу монда озвучить, чтобы дать ответ им тоже в более развернутом виде. Шулай. Башкортостандагылардан да бәлкем, Татарстандагылардан да бәлкем бардыр инде кайдадыр. Но мен пока то, что успевал, интернет булып тотып дигән кебек җавап биреп өлгердем. Кайсындыр өлгердем, кайсындыр юк. Шулай. Шундый хәл. Шунларга точно мен нәрсәгә әйтә алмыйм. Кемгә нәрсә җавап бирдем, но бик күп агрессивный кешеләр получается. Интересно. Икенче җирдән мен үземне карап барырга могу икән. Ага. Получается. Үземне иштән кем, короче. Ну ладно, не будем хавызырга. Но нәрсәкәй. Сейчас я поделюсь этим в Телеграме, может берәрсе килеп чыгыр. Ну, то, что аламат, то, что вот смс язырга икән, монда вот кушылсалар, әйбәтрәк булыр иде, конечно. Но кушылмагач инде нишлисең инде. Шулай, мен скинул 3 кеше утыра Телеграмда. Минем белән 3 кеше икән. Так, если кому интересно, керсенләр. Шулай. Получается, ладно, давайте перейдем по этим комментариям. Комментарийлар бик күп, ямсыз да, әйбәте дә бар, аламасы да бар. Будем озвучивать. Ну, күп может эшләмәсмен инде, карармын, сүндерермен, потом тагын кабзырмын, карармын. Ну, пока кеше юк инде. Ну, конечно, сәгать 1-дә кем керә инде. Само собой, сездә анда, так, 11 булса, 2 даже. 2 почти сездә тула. Ну, иртәгә карарсыз, Алла берсә. Итак, ну вот TikTok-на можно, ну, TikTok, да, понятно, да, TikTok-то все ясное дело. Тут ясное дело, TikTok-на, да. Больно сильно можно и не про этот озвучивать. Ну вот YouTube, конечно, утря, да, конечно, YouTube утря. Но на то, что я мог, ответил, нет, шла инда. Да, заходим вот в творческая студия, получается YouTube Tower творческая студия, и зайдем туда и будем смотреть, короче, ищем творческую студию. И тут, ну, кубрагин буду отвечать узбеклерге, потому что более такие, так скажем, в азарте отвечают, шулайтер. Итак, но то, что много чего я уже смог скриншотить, удалил, и то, что там скриншотю какие-то выставляю в ТикТок.
и наштекеге YouTube каналга да загружаю. И вот, кто-то пишет, правильно говорить, опозорели. Получается, ладно, дальше идем. Ну, есть и агрессивные, которые я потом буду заходить, где YouTube не пропускает. 100% ты прав. Biz o'zbeklarni sharmanda qilib yerga tikib bordi. Kaltafahimlar, xo'p o'ting ham chegaradan pasportingga pechat yo'q, dalshi qanaqa qilib yurmoqchisan? Shunchalik tupoymisanlar, tujding politsiyaga qamalasan, chegarani buzib o'tganlikda ayblanib. Окей, мы ставим на него лайк, и как бы, ну, отвечать пока не буду, потому что надо подумать, что ответить правильно. Хазар битинды, и этот ведешь, и это отвечать, это тяжело будет. Шулай. Тогры молодец. Ну, это потом, который пропускает YouTube, это нормальные тупо Тогры. И были агрессивные, получается, комментарии от, получается, наших земляков. У Узбекистана кто-то как бы пытается вот так. Ну, вот кемдер какой-то Амир Вид. Сүйгеніп отырма келішме деген ниндейдер комментарийға. Мы, получается, понятно. Ясно с ним. И дальше мында бетінде Амир Гум. Есть разные. Син кеше тілі білән сөйләш. Аллаха хақ тағаладан қорықсан, сушеная отырма. Сушеная отырма. Ну, понятно, короче, этот. Больно, больно такие стандартные, я как бы даже не пытаюсь этот, как говорится, афишировать его. Манам, так, уже узбек, наверное, отвечать. Манам умуман tushunmayman, miya qanaqasiga ishlash kerak, qo'ydan battar uyqum qochdi. Man Rossiyada bo'lganimda mentlarga gap bermasdim, bemalol yurardim. O'sha yerda qolish imkoniyat million edi. Ruschani ruslardan zo'r bilardim. Ну, vatanimni yaxshi ko'raman. Вот молодец. Я ему ставлю лайк и, конечно, сердечку. Как говорится, есть которые комментарии аңлаганнар бар, и аңламый турган ташбашлар да бар инде, ну, которые пытаются ответить мне, своему же, как бы, так скажем, в кавычках, земляку бывшему, ответить мне и, как бы, ну, выебнуться. И я считаю, это неправильно, потому что там есть да вообще, бүтін менің башлаган ишим, бу, еще раз повторюсь, Башкортстан менен Татарстан мобилизацияга бармасын үшін. Мына қазір ғана Накины ишеттім, ну, теге, пока туда-сюда возился по дому, ишеттім, интернетом его. Он говорит конкретно, вот последнее видео, его уж не посмотрите, как дезертировал один какой-то мобик, короче, да, контрактник. Как бы чуть не сдох и дезертировал. Ну, урос дезертировал. Біздің татар мен башқұрт прям шундай инде теге патриотлар енді баралар енді улерге. Вот зачем это нужно? И тем же самым макаром я диктую, получается, узбекам, чтобы они не перлись, блин, в банановых ящиках с дынями. И где их поймали там на границе, получается, Казинкими, Узинкими, короче, ну, в Саратове, короче, границы Саратова поймали. Ну, кутаган барма, банановая коробка до бараха. Вот так вот. Ну, вы хотя бы, если вы хотите с Казахстана пройти куда-то туда, вы хотя бы, если уж на то пошло, найдите общий язык с казахами и пройдите. Казахлар бетенде үзләренең территориясын лучше біләдер инде. Нет, они прутся банановыми коробками в целый весь Казахстан как-то проехали, потом прут туда дальше. Это что за фигня? Или они прошли Казахстаном пешком до Чигарега Хатли Кильянляр, потом они там договорились с этим дыновозом и прошли. Но вы же не афганцы. Это афганцы могут там фурами заезжать в Европу, потому что они спецы в этом. Но вы-то что?
Вы что претесь? Куда претесь? Я не могу понять. Mananda bedeni ochib qo'ygan Yevropaga betindi. Men batashib yotam betindi. Kishilarga yordam beraman. Mobilizatsiyadan oshxonalarga, Kilega, tuda-suda, Chechenlardagi slanlar kelib yota. Narsagadir Totar bilan boshqirt kelmay borib ularga boralar. И также касается узбеков. Прутся, блядь, подметать Москву. O kuttaq bormi? Keligiz mana bunanda. Keligiz mana bunda bir narsaga topirmiz, ish topirmiz. Kstati bugun bir kishi menga yozdi Telegramga. Насчет kelimi kelmaymi 46 yoshlik bir mujik. Ну, men aytdim, "Xo'shish kel" dedim. Kelsang семьяң bilan kel dedim. Mana men семьяsiz qolib ketdim necha martaba уже. Заебался без семьи тяжело. Durustini aytsam, блядь, sigishasida keladi. Кстати, иногда. Я же не гей, блядь. Так, дальше. Интернет херовый. Короче, сим-карту, которую я должен был оплатить, я не смог его оплатить. Пришлось другую сим-карту оплатить. Вот, прикольно один написал. Qovun tushirish mana bunday bo'ladi, реально. Qovun tushirdim degan выражение же есть o'zbeklarda. Qovun tushirdim. Вот o'zbeklar qovun tushirib o'tiribdi-da endi. Приколись там. Ну ладно, лайки ставим туда. Ну, я сегодня такой интересный эфир решил сделать, потому что у меня пару дней не было, интернетом был магаш, бик аур, без информации qolib ketdim. Если ты в это дело уже влазишь, в политику, нужно каждый день информирован быть, а я пару дней меня уже не было, что творится, я не знаю. Еще что творится в ТикТоке, тоже не знаю, пока туда не заходил, бардак, короче, везде. Но я пытался что-то загружать, Wi-Fi-га yo'l но to'ydirda Wi-Fi да bosib turg'i. Так, ассаламу алейкум, Узбекистандан. Ну, ставим лайки, валейкум ассалам, само собой. Дальше кто-то пишет. Sizlarni Арманы... вот этот интересный, да, я увидел. Вот это меня убило, вот это. Это касается bizga yoza endi, boshqirdlarga yoza bir o'zbek. Sizlarni Armani sikib yotibdi, turk murk deysan, aqlli ko'zingni kattaroq och. Типа он мне пытается учить, да, мы его скриншотим, потом я ему отдельно отвечу. Получается, сейчас тоже я ему отвечу, потом этот путник, короче, путник 114, ишет мені, иштасың куттақсынага. Мана шундай агрессивныйларға мен да также агрессивно отвечаю, потому что мен сенен қорқып отырған жерім жоқ. Аминге кіріп кет сразу. По-андижански я тебе говорю, блядь, нахуй. По-андижански, нахуй. Я тебя нахуй посылаю. И слушай меня, ублюдок. Башқұртстан bilan Татарстанны проблемалары у сені касать etmasga тиеш. Вот это ты пойми одну вещь. Мен өзбек болғаным үшін менің касанием бар Өзбекстанға, потому что сіз өзбеклер Россияға келесіз. Россия бит сізнікі түгіл да енді. Сізні бит независимый өзіңіздің Өзбекстаныңыз бар. Вот шунда сігіліп яшагыз нахуй. Шунда яшагыз. Нахуя сіз урысны нахуй ташаған упырға келесіз. Надеюсь, я тебе донес, блядь. Вот таких тупорылым нахуй сразу я говорю нахуй. Хуйню не майтесь, блядь. Хуйню не майтесь. Вы лучше пример берите у казахов. Казахтардан пример алыңыз. Узбеклер до такой степени нахуй мискин болып нахуй. И еще мне вот этим своим мискинским образом пытаешься что-то мне доказать. Армяндар, не армяндар. Понимаешь? Еще более конкретно отвечу. Онда армянларда ish turmay. Boshqirdistonda. Boshqirdistondagılarga aytam. Ishlatib qo'yamiz. Boshqirdistonda mana bu zapiskada Boshqirdiston Tatariston ko'raga tegish. Boshqirt bilan Tatarga aytam. Sen Boshqirdistondanmisan? Tatarmisan? Boshqirdmisan? Eshit meni. O'zbeklar bunda kasanga so'qmanda. O'zbeklar ona qovun tushirib o'tirib, qovunni sotsinlar, kutin qisib. Короче, смотрите. Boshqirt bilan Tatar. Bunda Armanda ish turmay bunda. Ул Хабировның xotini Армян, это хуй с ним. А он üstünde kim turar? Мен в тот день битinde 3 часа, блядь, пиздел про это, блядь. Armянның üstünde kim turasın? Armянның üstünde urus turar. Şu uruslar bilan разбор etirga kerak. Siz manqurt kebeksiz. O'zbegi da manqurt по сути. Идеальный manqurtlar, блядь, при том еще, блядь. Urusdan, блядь, qo'zg'ala olmaylar nahvoy. Imalar nahvoy. Imchagin tashlay olmaylar nahvoy. Boshqirt bilan Tatarda nindi problema nahvoy.
Урыстан құтылмағаш, оны уже теге раплары, урысларның раплары, допустим, шулук әрмәнләр, азербайжанлар, шулук башка халык, еврейлар, разница юк монда кем. Mana шулар будут править Башкортостаном. Бу это низко павшесть башкорт белән татарныкы. Потому что башкорт белән татар думают, что урыс оларны ебет, значит любит. Кутагам, блядь. Ебет, значит, нахуй вас всех посылает, блядь, нахуй мобилизацияга иссеге по полной программе сізні хатынларыгызны, башкорт белән татарның хатынларын урыслар сезгә. А сіз үләсез, блядь, анда. Sizga nechuk уже сюләргә можно нахуй. Узбекте да то же самое нахуй. Вся рабсила нахуй с Узбекистана приезжает. А правительство Узбекистана похуй. Каримов гандон был. Сейчас Мирзияев такой же. И не нужно нахуй мне нотации читать. Я, альхамдулилля, более-менее что-то там знаю. Я с 2015 года влез в это дело. В первую очередь я влазил в узбекское дело. Когда Гандона Каримова хотели мы снести. Ну, он сам умер, как говорится. Но Путин пока дохнуть не собирается. Поэтому, как говорится, башкорт белән татарга әле дохуя надо постараться, чтобы ёбнуть Путина. А потом уже, блядь, шайтанов, урусларны, башкаларын, которые, блядь, полностью, блядь, приватизировали весь Башкортостан с Татарстаном. Да, армянларны вообще кысылганы yok. Они просто пешки, блядь, в этой большой игре, нахуй. Поэтому... Так, я этому долбоёбу, я скриншотанул, короче. Нахуй. Удалил я его нахуй к черту. Так, дальше идем. Мында әле теге татарларныкы юк, потому что мында күбрәге активный узбеклар, поэтому татарларныкы юк. Шоя вазал какой-то пишет. И ахмоклар үзбек, шанını аяк асты кымаларин. Это какой-то акцентом пишет. 120 ming oylik bilan bizayam yashab qo'shaloq to'ylar qilib maza qilib yashavomizku. Tashkentский, наверное, пишет. Такой акцент. Nima bor o'zga yurtda xor bo'lib, o'zing xor bo'lsang, mayli o'zbek degan millat sha'niga dog' tushirib olsalar. Bo'ldi, bas qilinglar ahmoqgarchilikni. To'g'ri. Вот с этим чуваком я согласен. To'g'ri. 100%. To'g'ri. Напишу ему. И он пишет, короче, татарлар башкортларга более-менее переведу, то, что деньги эти можно заработать и в Узбекистане, говорит, нехуй приезжать и позорить нахуй, не то что вас нахуй, там 4, блядь, а весь узбекский народ. Ну, блядь, вы же уже давно уже опозорены, хули его позорить. Так, nima seni o'zbeklar xotiningni o'g'irlab ketishdimi? Путник какой-то мне пишет, нахуй. O'zbeklar xotiningni o'g'irlab ketishdimi? Ну вот такой хуйне даже писать ничего не охота, просто я его удаляю. Какую-то хуйню пишет. Тоже мне, блядь. Millatchilik yaxshi emas. O'zbeklar sizga yomonlik qilmadi. Ну, не знаю на какое видео, я просто подряд читаю. Хуй его, что я там, блядь, какое видео. Они отвечают, я уже не буду заморачиваться. Какое видео, на что я там. O'zbeklar sizga yomonlik qilmadi. Да при чем тут нахуй? O'zbeklar yomonlik qilmadi, нахуй. Удаляем. Просто я его не блокирую, просто удаляем, потому что у него как бы не агрессивные как бы комментарии. Ну, кубайберлер проглатываются, у них в мыслях, наверное, как у меня тоже иногда бывает, такое мысли, блядь, недосказанные, нахуй. И на момент, вот этот вот, да, Макс какой-то писал, блядь, не могу понять егошни, блядь, я и в ТикТок скидывал, но не понял. Я пока оставил, никто его не лайкает, и, наверное, никто не понимает, блядь. Прошу, если кто поймет, ответить мне на этот комментарий. Пишет какой-то Макс, блядь, Фадеев, наверное. Германия тоже хотела свои города построить на завоеванных территориях. Точка. Выжившие русские благодарили бы их за это. Интересно. Вопрос это. Выжившие русские благодарили бы их за это. Интересно. А немцы бы им говорили, мы же вам это построили. И срать на унитазе научили. Мен аңламадым. Мына логика, где, блядь, там. 3-4 предложения и логика хуй его, блядь, я не понял. Короче, кто если понял, там скажете. Вот такие комментарии это были, которые пропустил YouTube.
которые на рассмотрение будем теперь смотреть. Там их было до хрена, я устал удалять их, блядь, опять то же самое, блядь. Пишет какой-то кто-то, блядь. Bundan ko'ra ochingdan o'lganing yaxshi, g'urursiz eshaklar. Ну, это нормальный комментарий, но почему-то YouTube его не пропустил, но я его лайкаю и пропускаю. Надеюсь, он выйдет в эфир. Брат, уважуха, тупойлар ham borda bugilmang, to'g'ri duh yo'q. Дух yo'q, bugilmang, to'g'ri дух yo'q. Ну, тоже лайк, почему-то его тупой дегенген, наверное, не пропустил YouTube. Пропускаем его тоже. Долбоеб Башкирии, татари. Вот облизите, русский вас уничтожил, ваша история, вы татари, башкиры, вы сами тоже турки, вам мозги испортили, русские пока турки, это есть узбеки, киргизи, казахи, туркмане, уйгуры, азеры, турки, татары, башкиры, все турки, язычный народ шатается, турки долбоеб, пока турки не помогут, русский хуй даст вам независимость, только хуй давать вам сас долбоеб, свою историю не знает, гандон, башкир или кто ты. Этому, блядь, этому долбоебу хочу объяснить, нахуй. Этому долбоебу, нахуй. Кимдир йокламимын да. Он отчасти прав в чем-то. Ну, узбек ялза против башкирии татар. Он думает то, что мин башкир татар. Мин метис вообще-то, блядь, долбоеб. Вот. Я его скриншотю, конечно, и выпустим в эфир. Мы его загоним в этот YouTube. Можете потом почитать. Ну, я ломанный узбекский я вам прочитал на русском, да, как-то. Короче говоря, отвечаю этому комментатору. Одну вещь нужно ему понять. И, блядь, посмотри, нахуй, все мои видосы, о чем идут. В ТикТок мой запишись тоже. Если не можешь, нахуй, срать, напиши мне в Телеграм, я тебе помогу, нахуй, как говорится, обосраться. Итак, в итоге, все турки там, татары, башкиры, история, мне, пойми, блядь, узбек, нахуй. Это же чистый узбек, я же метис, блядь, это чистому узбеку я отвечаю. Я же метис, блядь. Да, давайте так будем теперь разделять, мы же разделять будем, нахуй. Чистому узбеку, нахуй, от, как говорится, метиса. Endi meni eshitgin, qara. Sen jallab, перед тем, как ты пишешь мне нахуй вот такой смс, блядь, ты видео видишь, да ведь? Я там на узбекском говорю, да ведь? Это что в эфире у меня все понимали. Я и теперь на узбекском. Aminga qutog'im. Men o'zbekcha qayerdadir gapirganmanmikan? O'zbekcha yoz. Ruscha bilmasang, qo'ttoqqa sen ruscha yozyapsanmi, блядь? Sen boshdan nahvu rus maktabini tugatma, yo rus, блядь, klassini tugatma хотя бы. O'zbekistonda, блядь, rus tili по жизни хромала, нахуй. И bilmasang, o'zbek tili yozgin, нахуй. Хотя бы mana shu SMS yozganda ham позориться qilmagin. Jallab. В итоге, короче, исходя от этого, нахуй, я с тобой на какой-то процент согласен, хоть ты долбам, но меня нахуй не переубедишь, нахуй, что турки, нахуй, гандоны. И меня нахуй переубеждать не надо. Понял? Если ты нахуй и в той же теме, нахуй, если ты хочешь узбеком гандоном быть, я тебя не держу. Будь гандоном узбеком. С турками вместе и азерами вместе. Вот в троебало, нахуй, ебитесь в очко, нахуй. Давай, до свидос. Так, дальше. Ну-ка, пидор, давай-ка встретимся с тобой в Нижегородке, за русских поговорим. Это уже гнида, блядь, с Уфы пишет, нахуй. С Нижегородки за русских поговорим. Этому гандону, нахуй, за русских, которые поговорим. Надеюсь, нахуй, есть патриоты Башкортостана, хам Татарстана, башкорт егетлары, блядь, татар егетлары, и найдут этого гандона в Нижегородке и отъебут. Вот так вот. Это за уфимских, за Уфу я ответил, надеюсь. В Нижегородку твою я пока не могу поехать, увы. Поэтому, как бы, если ты подъедешь нахуй в Европу сюда, можем побазарить. Давай. Его, этого гандона, можем тоже, как говорится, заскриншотить
чтобы публика видела нахуй. Вот такие вот были у нас, так скажем, смс-ки, которые я как бы само собой удаляю и блокирую. Это комментарий, который не пропустил YouTube. Вот, это было какая-то кусочек только. Я много уже удалил сегодня за весь день, что-то там творилось. Много дохуя агрессии. Но главное, интересно то, что вот эта вся хуйня, да, ведь, ну, я же как бы, кто-то написал даже правду сказал. Ну да, я вот именно, правда режет глаза, да, кто-то написал, правда режет глаза, да. Вот именно, я как-то написал правду, так скажем, и эта правда начинает пишеген кышытырга, короче говоря, кишилерге, шунарга инде. Давайте перейдем на свою тематику. На свою тематику именно по Башкортостану, Татарстанга. Это было так, комментарии из того, короче, другого канала. Именно, если мы будем смотреть Башкортостан на Татарстан, то самая главная тема это в этот хазарный телеграм зайду в свой. Именно тема того, что получается, хочу прочитать некоторые такие моменты, которые взяты с нашего главного, так скажем, WhatsApp, так скажем, где написано и как что насчет этого сказано. Итак, то, что я смог копирнуть и закинуть в Telegram, можете почитать тоже. Телеграмда минда тоже кеше әзәя күбәя аңна булмый. Телеграммны язып куйганмын бөтен жерде кіріп можете укырга. То, что я TikTok и YouTube, если не пропускаю, все барахло там. Итак, насчет концлагеря. Речь пойдет, я пока не врубился, о чем речь, но я в тот день же, первый день же, когда у меня интернет уже пиздец накрывался, это все началось, я пока не... Он обжитмадым. Нарсаге Путин, блядь, отпустил всех этих заключенных, и вся вот эта тематика, кто что знает, пишите в комментариях, о чем, блядь, идет речь. Я таки не понял. Так, постойте, кто-то написал мне. Что скажи, слава России. Ты ебанутый нахуй, что за какой-то ебанутый тут сидит. Аллах сакласын. Слава Украине, слава Башкортостану, слава Татарстану. Аллаху Акбар. Вот только так будет нахуй. И всех русню, блядь, резать нахуй. Только резать нахуй. Который, блядь, нахуй Башкортостан, блядь, с Татарстаном захватил, всех кончать будем нахуй. Всех поголовно нахуй. Давай, валяй отсюда нахуй. Итак, читаю. Башкортостан на Татарстанга, если вы где-то там не читали, от независимого Татарстана, короче говоря, в изгнании. Гудбай путинский концлагерь. Гудбай путинский концлагерь. В США вернулись находившиеся в российских тюрьмах трое американских граждан и один обладатель грин-карты Пол Уиллен, Эван Гершкович и Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Карамурза. Каждый освобожденный политзаключенный из путинского концлагеря – это для нас огромная победа и радость. Поздравляем с освобождением. Рафис Кашапов, премьер-министр правительства независимого Татарстана в изгнании. Нафис Кашапов, зам-премьер-министра правительства независимого Татарстана в изгнании по спорту. Аида Абдрахманова, зам-премьер-министра правительства независимого Татарстана в изгнании по национальным и религиозным вопросам. Вячеслав Сивчук, или Севчик, почетный консул Беларуси, правительства независимого Татарстана в изгнании. Камиль Сукаев, председатель движения «Свободный Идель-Урал» США. Нью-Йорк Фарид Закиев. Нью-Йорк. Фарид Закиев, председатель Всетатарского общественного центра в ТОЦ. Турция. Анталия. Ризван Кубакаев, ногайский общественный и политический деятель, публицист. Аман Сагидуллаев, правительство Республики Каракалпакстан. О, Каракалпакстан даже есть.
Потому что кстати, Каракалпакстан не затрагиваю, потому что Узбекистанга пока не лезу. Но узбеклар тоже давят Каракалпакстан. Так что узбекларда да, әлі күтібоқ нахуй, чтобы выебываться здесь. Алга Каракалпакстан. Аман Сагидуллаев, правительство Республики Каракалпакстан в изгнании, и Дем-партия Алга Каракалпакстан, Эдиге Бекмурзаев, председатель общественной организации «Свободный Ногай-Эль», Дмитрий Кузнецов, представитель правительства Независимого Татарстана в изгнании Финляндской Республики, Геннадий Шкиря Банашинский, правозащитник Германии, Сергей Крюков, публицист и общественник Франции. И вот эта вот тематика. У меня, короче, все есть в этом, так что можете заходить в телегу. В итоге... Потом тут что-то ответил, получается, Безнентеге Ишмурат Хазрат, тоже Башкортостана имама, так можно сказать, ну, можно сказать, так, как ученый, немного о шиитах на примере 3 цитат. Я его тоже загрузил сюда, в телеге можете посмотреть, или в ютубе у себя можете посмотреть. И тут вот самое интересное, я его еще не смотрел, будущее Башкортостана внутри или вне России. Как я в начале эфира говорил, Габбасов и Мурзагулов побеседовали о судьбе Башкортостана, наверное, да, ведь они говорили на канале... тут о чем говорили. Так, будущее Башкортостана внутри или вне России. Габбас и Мурзагулов побеседовали о судьбе региона. Глава вместо президента, факультатив вместо госязыка, назначение вместо выборов, посадки вместо дискуссии, отправка на войну вместо развития молодежи. Это далеко не весь список того, с чем Башкортостан и другие субъекты Российской Федерации столкнулись после очевидного курса Владимира Чмыря по сворачиванию федеративных основ российского государства. Ну, Путлер, конечно. 3 августа 1994 года был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан. Как известно, по истечении 10 лет документ не был продлен. Такая же участь позднее постигла и аналогичный договор между Казанью и Москвой. Короче говоря, русня наебать решила башкиртов и татар. А вы, долбоящеры, повелись на это. Понимаете? И не нужно нахуй потом меня критиковать, что-то пиздеть меня. Меня утостугуз яшкина, блядь. Это касается нахуй, начиная с Рахимова нахуй, до Рахимова даже. Вот вас касается нахуй. Рахим, не считаешь ты ульга, блядь? Вот шуннан башлана, блядь. Кутак баш Хабиров келді потом. Онарға қатылы Рустам Хамитов еще кемгене білмады онда нахуй. Цыганский табор нахуй. Поэтому нахуй бізге біздеть не надо. Мына 50-дан үстіділерні оларны проблемасы ие. Кім 50-дан үсті Башкортостан білен владел нахуй в то время, біз әлі монқабыз. Но мы будем осуждать. Особенно как я. Пока я буду жив, буду, блядь, чмырить до конца нахуй. Пока нахуй башкирский татар нахуй не отсоединится руснядан. Вот такая тематика будет меня постоянно, как говорится, ебать мне мозги. Когда будет независимость нахуй, вот шунда мы поговорим. Когда будет независимость. А до этого буду, блядь, долбить нахуй по полной программе. Вот, короче говоря, Козан Малам Уфа, Сигалип Котканлар. Это нужно просто понимать. Это просто нужно, блядь, нахуй взять и нахуй. И свою ошибку признать нахуй. Признать нахуй, что башкирт белян татар нахуй дали слабинку нахуй. Манкуртлар. Признать нужно. Вот когда человек признает, скажет даже мне, допустим, в комментариях, блядь, нахуй. Да, мы накосикнулись нахуй. Давайте будем исправлять. Давайте будем исправлять нахуй. Давайте нахуй, мана мен кебеклер нахуй, башкалар, ким качып кеткен нахуй. Не будем, блядь, вот так скитаться нахуй. Бездә Башкортстанда, Татарстанда яшисебез без бар. Яшисебез килә. Безгә Аллаһ Тәгалә бу җирләрне биргән бөтенебезгә, блядь. Без Башкортстаннан, кеше Татарстаннан, кимдер Үзбекстаннан и так далее. Һәрбер үзенең дәүләтендә яшәргә тиеш. Но мана шулай молчать итеп сезнең кебек нахуй. Менә яшисем килми нахуй. Поэтому я вышел на этот путь нахуй. Сигергайкан, значит, до конца сигергай керек нахуй. А не так, что әзгәнә шыктың да повыебывался и потом все, что ли. Нет, так не должно быть. Но, конечно, я очень, блядь, нахуй надеюсь, что, блядь,
подымется народ, блядь. Но, блядь, без гена, без гена мы не можем. Реально федерализм для России или суверенитет для Башкортостана. О будущем Поволжской республики поговорили о формате дебатов с башкирским политэмигрантом Русланом Габбасом и экс-председателем Общественной палаты Башкортостана Ростиславом Мурзагуловым. Мана был Ростислав Мурзагулов. Тоже исима Ростислав, блядь. Он не исима нахуй. У кем он нахуй вообще? Уросма башкортнул, блядь. Потом меня, блядь, начинают писать мне нахуй. Син узбек нахуй Башкортостана кызласын. Я в тот день, блядь, я уже сказал про свою, блядь, идентичность, нахуй, как Таштак Путин говорит, блядь. Мен Башкортостанга, нахуй, блядь, урыстан кубрак касанием бар, нахуй. Урыстан кубрак, нахуй. Урыс вообще он не вписывается ни в какие рамки, нахуй. Меня әнкей да Башкортостаннан, нахуй, нәнәм да Башкортостаннан. А урысны, нахуй, ауызына сигим, нахуй, хоть бүтін әуләді ондан болсын да, блядь, урыс, нахуй. Біздің душман, блядь. Біздің душман, сіз, нахуй, в лицо должны уже, блядь, за километр нюх чувствовать, что у бізге душман, блядь. А не в себе искать, нахуй. Они наезжают вот на этого Руслана там, нахуй, пишут он, блядь, патриоты Башкортостана, а у нас силимляр. Взрослые люди вроде бы, нахуй. Он да Ильдар Юмагулов еще Казахстанда утырып хуйню какую-то городит, блядь. Мен политиканы білмәсәм да до такой степени. Мен хоть әз болса да кишиде разбираюсь, нахуй. Потому что мне пришлось разбираться, нахуй. И очень, блядь, разбираюсь в нацизме, блядь. Нацизм, нахуй, против себя я с первых дней почувствовал, нахуй. Башкортостанга келгеш. У меня выхода не было. Узбекистанда мен уже яшисим келмейе. Мен қойттым нәнәмні һәм әнкәйні республикасына. И шунда ук сразу меня был наезд татарлардан. Что мен, нахуй, Шушмәк, Газбек, Казбек, Узбек, келгенмін, кеткенмін. Вот нацизм где, блядь? Пока вот этот нацизм внутри, нахуй, не исчезнет, нахуй. Как мы на блядь, комментарийда бір узбек yazgan, дұрыс yazgan, нахуй. Урыс қана түгіл, әрмен де, Азербайджан да, еврей да келіп, башқұртны, татарны сіге. Потому что біз за себя не можем ответить. Мы не можем друг друга защитить. Когда нахуй сіккелегенде, нахуй, қойдадыр дискотекада, нахуй, никто не заступался. Башкалар, блядь, сігіп кетелер. Ну, я да хуя этого прошел, блядь. Мне беляки шоктан, блядь, что такое дискотека, что такое нацизм, что такое общага в Уфе, нахуй. Где, нахуй, нас, блядь, пытались, нахуй, грабить, нахуй, в общаге, блядь. Сами же, нахуй, сами же татары. Потому что, нахуй, как это, вот этот, блядь, сплоченности нету. Нацизм, нахуй. Башқұртсың сен, татарсың сен, блядь. Что за хуйня, блядь? Мына шунарға, блядь, бізді күтібізге сігіп жүрейлер, нахуй, урыслар. А шуны, блядь, әйтуші кіші юқ. Әй, шулай енді. Мына шулай ғына, блядь, нахуй. Қызлар кебек, нахуй, мізгілдеп, нахуй. А қоясың, блядь, шул теге татар ирлері, блядь, нахуй. Қоясың башқұрт ирлері, блядь, которые бірге, блядь, бірдәмлікте шығып, блядь, урысына сіге тұрған. Мобилизацияға бармастан. Қоясың шулар, блядь. Мен білмеймін, мен білмеймін, блядь, нахуй. Мана, допустим, даже Шулок Руслан Габбасов, когда меня начинает, иногда, блядь, кто-то меня постоянно, как бы, подъебывает, нахуй. Руслан Габбасов, блин. Син Руслан Габбасов, блин, что ли? У пиздец олама бит. Нәрсәсе оны олама, нахуй, Руслан Габбасовна. Нәрсәсе мине олама. Мен әлі Руслан Габбасовна сөйләшкәнем дә юк. Оламам ул, әйбәтме, нахуй ул. Какая разница, нахуй? Сезне как будто әйбәт кешеләр тота инде. Әйбәт кешеләр монда. Сез одну вещь должны понять, блядь, башкорт белән татар. Узбегина да касается шулу, блядь. Онда да Мирзияев, Гандон, после Каримова. Это всех касается, по сути, блядь. Что я хочу сказать, нахуй? Башкорт белән татар, пока үзене дәүләтеннән, нахуй, чужих, блядь, как урслар, русские общины не начнет, нахуй, выталкивать, нахуй, как раньше.
Раньше, говорят, Qozonda мощно стояли. Нацизм конкретный был. Boshqalarga xud bo'lmagan Qozonda. Но hozir qo'yasin ul. Yo'q. Потому что, блядь, Kikirdagidan olganlar уже все sikkanlar. Totar natsistlarin. Поэтому Totar bilan boshqirt birga bo'lib, urusni sigirga kerak. Birga chiqib, aytirga tegishlar naxuy. Hijab solinmay, boshqirt bilan Totarni xotin boshidan hijab solinmay. Biz musulmon. Sen urus og'zina sigim shushqa bilan yashaysan ekan, shushqa bilan borib yasha naxuy qishoqlashib. Bizni davlatga qisilma naxuy. Mana shunday xalqni, блядь, qachon men bostira olam ekan, a? Давайте birga bosik, блядь, ko'payik. Блядь, men sizga dushman tugul bit, блядь. Men sizga просто пытаюсь донести то, что, блядь, bizni sigalar naxuy. И в том смысле и meni da sigalar. Men da sigilganim uchun bitin qochib kelganman bunda. Уже выхода не было терпеть нахуй. Я знаю, что такое армия. Мен мобилизациядан кеттім. Но в душе мен вообще ненавидел нахуй, как я сходил в армию в российскую. С тех пор ненавидел нахуй. Руслана, блядь. Я это копил нахуй, наверное, можно сказать. В душе, блядь. Я их ненавидел нахуй. Ташагастыларны. Поэтому нахуй урос пока, блядь, нахуй в своем, блядь, москалятине нахуй не окажется, мы не успокоимся. Поэтому нахуй нас не нужно нахуй вписывать в террористы нахуй или какие-то хуисты, пидористы нахуй. Мы просто башкортлар, хам татарлар, которые урысны кикирдагина олып күтінәсіге тұрғанlardanбыз. Поэтому если вы хотите присоединиться бізге, кушылығыз нахуй. Кто, блядь, зуб точит урысларға, кушылығыз бізге нахуй. Нехуй бояться нахуй, кушылығыз, блядь. Барыбір дүнияға бір мәрте келгенбіз, бір мәрте өлеміз. Бүтін дүнияда соғышлар бара, блядь, нахуй. А что, мы не можем Башқұртстанда соғыш эшләргә, что ли? Нәрсәдән куркып утырасыз? Нәрсәдән? Кеше үтерүдәнме? Украина бит үтерергә барасыз, блядь. Где логика, блядь, нахуй? Украин, блядь, шундый ук кеше, блядь. Лучше меня, думаю, блядь, Путлера ёбнуть нахуй с москалятины нахуй. С трона снести, блядь, чем какого-то украинца вообще, который вообще рядом не стоял, блядь. Башқұртстан bilan Татарстанны украинецлар сикми бит. Вы одумайтесь уже. Башқұртстан bilan Татарстанны сигалар нахуй урыслар. И вся ихняя, блядь, шушер, блядь. Подлизы. Подлизы. Все нации, которые подлизались в Русне, это подлизы пидоросни. И получается, блядь, с корня нахуй резать надо, блядь, шайтана, потом, чтобы разбежались все мелкие шайтаны. Потом, нахуй, который начинает меня, блядь, манда, нотации, укырга мусульман, сүгінмә, туда-сюда. Оларға отдельно айтам. Отдельно har birigizga aytam, блядь. Shiyalarga ham aytam, блядь, sunnitini da aytam, butunisini aytam, nahvoy. Mening boshimni sikmaygiz. Mening boshimni sikmaygiz. Mana kanal ochig'izda, shunda, блядь, mulayim musulmoncha olib borig'iz. Давайте посмотрим, нахуй, о чем вы будете толковать, нахуй. Давайте попробуй призвать народ, блядь, в своем репертуаре. Какую-то часть ты призови, которую я не смогу призвать. Может, ты больше призовешь. Давай. Аллаға тәвәккәл қыл да, аш каналда и шақыр. А менен белән, нахуй, ishing bo'lmasin. Мында меня, нахуй, дәрес өйрәтмә, нахуй. Меня отам да түгел, анам да түгелсің. Еще раз повторяюсь, до этого говорил еще. На своей площадке говорил об этом тоже. Поэтому, нахуй, мында кеше, әйме, үзіні қырындағысына өйрәтергә тиеш, сугышка бармаска. Баласына өйрәт, нахуй, намаз укырга, хиджаб киергә өйрәт башта. Ярты татарны күте ашык. Бүтін артистлар шлюха. Татарстанда да, Башкортстанда да. Бүтінісі, блядь, үзбәкләр әйткәндә җәләпләр, күтләкләр, татарча. Поэтому, блядь, вот шул имамларга, бүтінісіне имамларга әйтәм, нахуй. Башта үзеңне өйрәтеп, мына шул Татарстан, Башкортстанны намазга бастыр. Потом мені өйрәт, ярымы? Мен Аллаға шүкір намазға басқанмын, сүгінсәм дә ул минем гөнаһым. Мен үзем жауап бирәм кабердә. Шуның өчен миңа дәрес өйрәтергә кирәкми. Лучше сез, нахуй, кстати, Башкортстан белән Татарстанда как раз мана бу бүген әйтеп бара, нәрсәгәдер шияләр күбәйгән. Лучше сез Башкортстанда, нахуй, и Татарстанда шияләрне чистартыгыз. Шияләр кайдан килеп чыккан әле? Аларны мана тазаларга кирәк.
Quttaqada kerakmay turganlar bor. Biz sunnitmiz. Boshqirt bilan totar sunnit. Qozoqda, o'zbekda, qirg'izda, tojikda sunniylar. Shiyalar sigilib qolsin, ana Ironda o'tirsinlar, ko'plarni qisib. Поэтому нахуй дохуя вопросов, дохуя тем, если раскрывать нахуй. Из этого нахуй слона не надо делать, а нужно действовать, блядь. Хотя бы минимке бы канал ошығыз, блядь. Канса да кансол, блядь. Meni boshqa qo'limdan пока bir narsa kelolmaydi. Sug'ishga bora olmayman, qoyadir bora olmayman, narsa ishlarmayman, потому что qurol yo'q. Потом yarar qurol bo'ldi-da deylik. Sug'ishga nechik men boram, если men Boshqirdistonga kira olmayman. Men только Башкортостана, Татарстанны освободить теперь борга могу. Но как Украина пытается украинцев освободить, таким же образом могу освободить, как освободитель борга могу. Башкортостанда, Татарстанга. Башка сугышка мен бармайм. Игилга бармайм, мен Сибирьге керекмей алар меня. Әллә кая еще, блядь, Палестинага бармайм, потому что у себя надо разобраться. Еще раз говорю, не нужно тут строить из себя такого, блядь, невъебенного мусульманина, нахуй. Каждому нахуй говорю, нахуй. Хоть нахуй, инен тишигендегі нахуй имам был, нахуй, мен кутағым көйіп көйгенмін сеңе. Потому что, нахуй, дағват делать, нахуй. Дағват делать, значит, нужно дағват делать в пользу чего-то, а не просто пиздеть, блядь. Просто пиздеть каждый может. И даже я. Поэтому самый менің бүтін призывларым 22 жылдан берлі бұл башқұрт білен татарны соғышқа бармасына мен қарсы болдым. Все исходило от этого. Потом все переросло вот это, блядь, ТикТок, Ютуб, та-та-та, блядь. И мне как бы люди, так скажем, посоветовали это сделали. И вот я дошел до того, что я открыл себе, блядь, вот каналы. Потому что по-другому мен публикаға жеткізелмейм екен. Хотя бы мына шулай жеткізелем екен. В итоге, получается, ТикТокка меня подписались больше всего Казахстан. Казахлар гана поддержка бердилер. Потому что они, блядь, на 1500 раз, блядь, процентов нахуй знают историю, чем мы лучше. Кто кого ебал, все они знают. Исходя от этого, с ними общий язык найти легче, чем, блядь, башқұрт блядь, татар, блядь. Не говоря, что, блядь, узбек, блядь. Потому что узбеки, нахуй, похую мороз, блядь. Они идут чисто, блядь, зарабатывать деньги. Им нахуй ничего не надо, нахуй. Они маму и папу, да, могут продать, нахуй, лишь бы зарабатывать деньги. Потому что у них все закончилось. Они уже, все. А это я уже понял, блядь, в 90-х это с Узбекистаном что-то не то, блядь. Поэтому постоянно рыпался переехать в Башкортостан. Альхамдулилля, я переехал в Башкортостан, но я не думал, что Башкортостанда будет нахуй через какое-то время Путин ебучий. Кто его знал нахуй? Раньше как бы такого больно сильно ничего такого не было, и плюс я мелкий был, не понимал этого. Вот дорос, наверное, блядь, чтобы сунуться в эту ебучую политику, где одни шлюхи. Лишь бы я тоже шлюхой не стал потом, блядь. Поэтому har bir kishi o'zini plankasini tuta bilirga tegish. Если sen boshqirt tatar tuilding ekan, значит, блядь, нахуй, o'zingni millatingga sen обязан kurashirga, блядь. Не за русских, нахуй, воевать, а за свою нацию. За свою нацию ты должен бороться, нахуй. Блядь, я не понимаю, нахуй, менің мына boshqirt nanam, tatar nanalarim, qartataylarim bütünüsü, они бы, наверное, сказали бы, блядь, ну я не знаю, блядь, вот мы из нормальной семьи, так скажем, блядь, не алкаши, не наркоманы, блядь, они бы сказали бы, что за хуйня, блядь, зачем, блядь, украинцев убивать вообще? Они вот так сказали бы. Вот нормальные, адекватные люди, вот гарантия, они так сказали бы. Но у них мозги были коммунистические. Мозги были коммунистические, потому что промыли их, заставили их промыть. Исходя от этого, мы должны помнить эти унижения, блядь, ихние прошли. Потом bizning ota-bobolarimiz o'tganni, naynalar o'tganni, ankay bilan atkaylar o'tdi.
Мама, папалар үтті. Қазір енді біз үтәбіз. А потом еще дети, да, пройти должны. Поэтому, блядь, нахуй, если ты нормальный мужик, блядь, нормальная женщина, ты должна воспитать, блядь, в своем роду башкирта и татара, а не урыса, блядь. Нәрсеге казаклар хазыр более-менее в правильном пути, просто у них правительство, как и в Узбекистане, говно, блядь. Ну и у нас говно, само собой. У нас-то, блядь, несколько правителей, блядь. И Хабиров, и Путин, блядь, хуй поймешь, блядь, нахуй. Тут каша, блядь. А у них один, блядь, тоже гандон. Но, Олар Дабит, блядь, идет борьба, нахуй, русским против русских. Говори на казахском. А нәрсеге Башкортостан на Татарстанда эта речь не проталкивается. Если у них есть община русская, блядь. Почему нахуй бізде не будет башкир, блядь, башкирт хам татар общинасы, блядь. Нәрсеге біз жиыла алмайбыз, блядь. Почему Руслан Габасов уехал, другие, блядь, Алсынов сидит, блядь. Почему после этого нету пацанов, что ли, нормальных мужиков, которые просто встанут, нахуй, выйдут в Казахстан и будут, нахуй, движение делать. Если Башкортостанда не можете, посадят, понимаем. Ну, бұл Қазақстанға шығыңыз. Крайняк уже мынанда келіңіз, мені қырға келіңіз тогда. Біргәләшәбіз. Бірге жиылабыз, мына мында гәшибіз, мына шунда двигаться будем. Ну, нәрсәдір эшләргә кирәк, блядь, нахуй. Мен біләсің, мына потом еще айталар, блядь, битіңні күрсәтмиләр, башараңны күрсәт дейләр, узбеклар, кемдер еще, лицо покажи, туда ебало покажи, туда, блядь, время придет, покажу. От этого, нахуй, вам ни тепло, ни холодно, нахуй. Просто добавится, стукачей больше станет, нахуй. Вот и все. Поэтому, как бы, от этого ничего, как бы говорится, результативности, я думаю, ноль. Ну, кстати, может оно повлиять на эфир. Вот, как одни говорят. Если рожу покажешь, эфир и людей больше становится. Ну, блядь, я же нахуй, как эти пидоры, блядь, на войну нахуй, за деньги не прусь, а я за какую-то, блядь, нахуй, рожу покажи, нахуй, я же не ведусь, нахуй, эфир, за эфир, блядь. Нахуй мне это нужно, блядь. Не в этом дело. Не в моей роже дело, а суть в моих словах. В том, что, блядь, нахуй, башкирт, блядь, татар должен осознавать, что, блядь, нахуй, эта война на Украине, это просто, нахуй, этого долбоящера, нахуй, Путина, нахуй, какой-то, блядь, бзик, блядь. И в этом бзике, нахуй, как сегодня я Майкл Наки слушал, блядь, валяются трупы, нахуй. Одна ходка, нахуй, 30 людей полегло. Представьте, 30 людей, блядь, это 30 семей, блядь. А этот гандон командир, который их отправил, это охранник с пятерочки, блядь. Пятерочка — чмошный магазин в России. Так скажем, блядь. Для бомжей, да? Для нас. Для бедных. Харахалок. И оттуда охранник командует над этими долбоебами. Ну, Майкл Наки смотрите, наверное, у него осмотров до хуя, блядь. Это вот это я сегодня только увидел. То ли 90 тысяч, то ли 190 тысяч, блядь, просмотров, блядь. Пиздец там у него. Потому что, нахуй, все интересуются, дохнуть или нет, нахуй. Но все равно идут, блядь, дохнуть. Ебанизм, блядь, а. Хуй знает, блядь. Блядь, мин оңнамен, блядь, башкирт на татарны. Вообще, для чего вы жили, нахуй, а? Жили, блядь, бах, и начали умирать, блядь. Что-то я не понял. Цель, что ли, это была у вас так? Прийти, умереть, нахуй, на войне на Украине, что ли? Это что такая низкая цель, блядь? Выше цель надо ставить, блядь. Чё там сало России? Какое нахуй сало России, блядь? Хуйня, а не Россия, блядь. Путина намыло, нахуй, и всех москалей тоже, нахуй. Всех нахуй. Иң обидносы, что, блядь, башкирт белән татар
ну так скажем, не идут вот за нашими призывами. Вот что обидно, блядь. Путина, главное, боятся, а с нами связываться не боятся. Как бы нас нахуй посылать туда-сюда не боятся нахуй. А Путина боятся, идут на Украину. Да если у тебя такой дух, блядь, идти на Украину, блядь, ну ты пойди с нами нахуй. У нас, блядь, вагон духа нахуй. Чем у вас, блядь? Вы, как чмошники, испугавшись, идете за Путина воевать, а за нас не идете. Это как понимать можно? За свободный Башкортостан и свободный Татарстан вы не идете, а за какую-то гнилую войну идете. Где, блядь, нахуй, мунда, логика нахуй? Әзгіні бит енді, блядь, нахуй, бошны эшләтергә кирәктер, блядь. До такой степени быть лохами, что ли, блядь? Вы, блядь, 50 лет мужику, лох, что ли он, блядь? 60 лет мужику идет, блядь, башкорт, татар. Ну, ни куттагама сен яшадың 50-60 яш, блядь, барып урыс үшін үлергәме? Ну, до такой степени, блядь, манкурт болмағыз енді, блядь, нахуй. Получается, вы даже опущеннее, чем в тюрьме, опущенные в очко, нахуй. Представьте, блядь. В очко засунули головой вас, а это еще хуйня. А вы еще ниже, блядь, этого. А потом говорят, что ты оскорбляешь башкорт белән татарны. А что не оскорблять, нахуй? Сез бит, нахуй, безне дә үтерәсез, блядь. Сез бит безгә дә каршы чыгасыз. Лишь бы урыс белән яшәргә, лишь бы урысны имчәгеннән, блядь, üzülмәскә. Лишь бы, блядь, сися, блядь, Путина кормила вас, нахуй. А не наоборот ли, нахуй, а? Башкортостан на Татарстан, блядь, все бабки отдают, нахуй, москалятам. А вы потом хуй сосете. Пенсионерларда 10 000 акча. В тот раз об этом я говорил. А вы по миллиону идете убивать, да? Миллион вам дают. Нихуя себе, блядь. А сдохнешь 5 лямов дает, да, жене? Охуенно. Кстати, мне вторая жена говорила, пидораска, блядь. Она вернись, говорит, в армию пойдешь, 200 тысяч зарабатывать будешь. На этом балакай. Алла, алла, алла. Алла мені құтқарған енді бұндай хатыннан. Аллаға шүкір дедім. Мына шундай хатынлар. Сізде де андайлар көптір енді. Бар, конечно. Не мужик, что ли? Пойди 200 тысяч заработаешь. Ой, блядь, кредит закроем. Ёб твою мать. А там нахуй, блядь, полбашки нету, блядь. Или там нахуй хуй вернешься, неизвестно, блядь. Она, блядь, артистка Ирка такая, блядь, жыр белән җибәрде. Ирен, блядь. Она, Иренә нәрсә булган? Артурчикка. Иркәне, певица Иркә. Татар белән башкорт белергә тиеш. Иркәтай, Иркәтай. Иреңне җибәрдең, блядь. Сугышка. Безнең халык саткын. Я это понял. Вот мне 39 яшь, и я понял это, что безнең халык натуральный саткыннар. Поэтому мы и живем 500 лет, блядь, под русней. Потому что безнең халык саткын булмаса, допустим, мы бы, наверное, как-то, блядь, как Узбекистан, не знаю, как Казахстан, были бы независимыми. Как маленький Кыргызстан даже, блядь, живет. А без нахуй, башкорт белән татар, блядь, шундый бой, блядь, дәүләт, үзебез мустакыл булып яши алмыйбыз, блядь. Ну это же нахуй, блядь, я не знаю, с любых чайников должно быть это, блядь, двигать людей должно, двигать это, что, блядь, да, мы неправильно живем, да, ты прав, блядь, давай по-другому начнем жить, давай, блядь, выйдем нахуй против Путина. Мана шунды движение было, давайте будем выходить против Путина, нахуй.
Давайте разъебем этого Путина нахуй. Пригожин не дошел, блядь, потому что, блядь, сочканул, блядь. Давайте мы дойдем. Давайте башкир, блядь, татар дойдем, блядь. Разъебем его нахуй. Если мы встанем нахуй, за нас все пойдут, блядь. И буряты, и якуты все пойдут за нас, блядь. Давайте встанем. Сколько можно уже терпеть, быть терпилами, быть, блядь, вот я не знаю, блядь, такими, блядь, конченными, что, блядь, не можем, блядь, то, что нам не нравится, сказать. Бізге бит ушамай, блядь. Алсынов нәрсе үшін утрасың, блядь. Вот эти какие-то хуеплетов выпустили нахуй, хуй его знает, блядь. Нахуй они нам нужны, блядь. А Алсынов-то сидит, а толка-то нету. Кого там выпустили, нахуй они нам нужны? Урслана выпустили. Кутака керек мал бізге урслар, блядь. Одна там Алсу Курмашева и все. Ну и хуй на нее. Тоже, блядь, тут топит за русских. Она же не с татарского радио, нахуй. Точнее, не за татар топит же она, блядь. А за русских, за Россию. Нужно тоже различать. За империю, блядь. А нам имперцы враги. Білмеймін. Болақайлар. Ужас, блядь. Нәнелер айтқан кебек. Болақайлар. Пиздец это дело. Жопа с ушами у нас, блядь. Смотрю, блядь. То, что мы говорим, блядь, манда Рафис Кашапов, Руслан Габасов, все мы пытаемся долбить. И чё? И чё с этого? А русня долбит это все, блядь, навальнисты, хуелисты, блядь, это все пидористы, блядь, долбит за то, что, блядь, нахуй, была целая империя, нахуй. Они за это, за всю Россию они топят. А мы за независимость. Ичкерия, Дагестан, блядь, Ингушетия, біз за независимость. Мы топим за независимость, а не за, блядь, нахуй, блядство это, опять нахуй, многолетнее, многотоннолетнее, блядь. 500 лет, нахуй, под рабством мы. Не можете понять этого, что ли? Плюс еще сегодня такой хуйня, блядь, наезд где-то, блядь. То, что... Сейчас, блядь, в этом телефоне это... Примерно помню. Башкирт менен татарларга отдельно сейчас. Пытаюсь объяснить. Еще раз. Мана мен метис мен. Мана мен башкирт ханым да бар, татар ханым да бар, узбек ханым да бар. Почему башкирт менен татар копаете под себя? Почему друг друга ненавидите? Хватит уже вот этой хуйней маяться, блядь. Вам нужно раз и навсегда нахуй, блядь, все этот, блядь, сыр-бор нахуй закопать нахуй. Біздің душман урыс. Урысқа қарсы шығырға керек бізге. Бізге только урысқа қарсы ғана шыққанда біз шунда ғана біз обретем покой. Потому что нахуй Башкирстандағы татарлар никуда не денутся. Башкирстандағы башкиртлар тоже никуда не денутся нахуй. Это касается татарларға да и башкиртларға да. Татарстандағы татарлар тоже никуда не денутся со своими ебаными крещенными татарами. Әлі Аллаға шүкірлер Башкирстанда крещенныйлар әзірәк. Но и то дохуя. Үзебезнекілер намаз оқымай. Потом начинают мне имамлар мозги ебать мне еще. Поэтому, как говорится, мында пока мы не обретем нахуй независимость, бізде мәшет та болмай, башкасы да болмай. Как кто-то написал, Ал-Рахим құйылып біткен, оны смысла нет строить диялер. Кімдер жазып жіберген менге комментарий. Я откуда знаю, құйылғанмы юк ма? Құйылса, құйылмаса да. Значит, яңаны құруға керек. Нәрсе, Башқұртстанда ақша юк міне? Бюджеттен ажыратылырға тиіш. Ақша. Бюджеттен bütün мәчетлер, bütün церковьларны снести нахуй. Как этот, кім әлі анау теге башқұрт хатын айтқаны, крестьяна, потом за это в психушку ее засунули. В тот день только напоминал один комментатор мне. Пиздец. Поэтому ең мөһиме бізге өзімізге власть алырға керек.
Башкортостанда президент башкор болырга тиеш. Не Манкурт, не какой-то хуеплет Хабиров, а настоящий башкорт егеті болырга тиеш президент. Татарстанда татар. И Башкортостандагы татарлар даже вякнуть не должны нахуй, что нәрсәгә президент башкорт. Потому что нахуй, чтоб ты спросил, блядь. Башкортостандагы татарлар, олар тең бәрабәрдә яши, но в президентские дела нахуй они не лезут. Потому что республика Башкортостан, значит там должен быть президент башкорт. Но если это президент башкорт, вообще власть вот такая должна быть у нас. Контролируемая еще извне. Если президент башкорт встает на 3 года, допустим, если он начинает там баламутить что-то нахуй, сразу должен быть координационный какой-то центр, который разъебет его, если он баламутит там, снесет его нахуй и поставит другого. Примерно вот так должно быть. Татарстанда да шулай ук. Начинает выебываться президент, күтенә сәгергә, аны куып чыгарга да башканы куярга. Не должно быть гегемония, монополия нахуй, как Каримов, блядь, Мирзияев, вот этого не должно быть. Как Назарбаев, как Тукаев, как этот хуй, блядь, Кыргызстане еще пожалуйста, любители русских. И Рахмон, блядь, 100 лет сидит уже, блядь, в Таджикистане. Вот такого не должно быть. Сменяемые должны быть, нахуй. Любой президент должен, блядь, сменяемый и смертный, нахуй. Пиздеть начинает в лоб, нахуй. Чтоб тихо, нахуй, сидел, блядь, только за народ топил, блядь. Против народа вышел, в лоб, нахуй. Сразу, нахуй. Потом, само собой, Татарстан и Башкортостан, дуслыклары, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и так далее, и так далее. Мына шул азиатский жизнь алып барырга тиеш. Чтобы была у них, как я и повторялся, открытые границы, границ вообще не должно быть. И бизнес, все дела, все такое должны друг другу помогать. У кого что есть, меняются, продают друг другу, торгуют. Вот как цивилизация, цивильный мир. И также Башкортостан и Татарстан в первую очередь наладить должен с Европой и с Америкой нахуй взаимоотношения. И постараться сделать так, что безвизовые движения должны быть у нас. Европа, блин, без визы. Башкортостанда, Татарстанга я не могу ответить, но Башкортостанда точно так должно быть. Без визы должно быть в Европу, башкортларга. Любой Башкортостанда кеше захотел в Европу приехать, он должен без визы заехать. Вот так вот. Примерно вот такой договоренность. Прям конкретно договоренность был Гатыш. Безвизовый проезд. Чтобы Франции, допустим, захотел кто-то поехать, француз, Башкортостанга, у него тоже голова не должна болеть, без визы должен полететь и приехать. Таким же образом башкорт должен прилететь со своим медом во Францию и продать его, допустим. Вот примерно вот такая тематика должна быть. А не так, что нахуй закрытая железная занавес, нахуй стена китайская, нахуй. Этого не должно быть. А вот у Рызбля минимум на 100 лет должно быть закрыта вся нахуй бизнес-система. И вообще нахуй. Вообще все закрыто нахуй. У Руслана вообще консервную банку ликвидировать нахуй. Свои московитах пусть живут нахуй, москалятине. Оттуда, чтобы не вылазили нахуй. А вот Башкортостандагы урысларга и Татарстандагы урысларга отдельный разговор. Это будет как тема, такая же тема, как в Средней Азии. Учиться не надо, нихуя не надо придумывать нахуй азбуку, она уже есть. Не надо книгу можно придумать, она уже есть. Поэтому только будет такая тематика. Не нравится русскому в Башкортостане, пиздуй свою москалятину. Я уже где-то говорил об этом. Не нравится в Казани, пиздуй москалятину. Тебя никто не держит. Нравится, живи нахуй, но будет все по-татарски и по-башкирски. Вот и все. Учить будешь нахуй башкирский язык, учить будешь татарский язык, и школы будут все на башкирском и на татарском языках. Никакого русского не должно быть. Потолок английский, французский, немецкий, китайский. Любой язык, лишь бы не русский. Шулай. Мананда, кстати, очень много грузинар встречается, которые не знают русский.
Не поверите, я в ахуе просто. Это же классно. С другой стороны, конечно, тяжело с ним объясняться, но зато, блядь, 100% знает английский. Вот примерно у нас то же самое должно быть. Чтобы в дальнейшем наши внуки, дети, нахуй, не знали русский. У них русский должен быть как английский, нахуй. А английский у нас должен быть как, блядь, первый язык, нахуй. Наряду с башкирским. Потому что цивилизация. Мы не должны, нахуй, какой-то в консервном банке под именем России жить, нахуй. Под гнетом. Только учить русский и не знать английский. Нахуя? Кто они нам, нахуй? Короче, надо учиться жить без хозяев. Башкортстанның башлығы башкорт, Татарстанның татар. И нету гегемонии, и сверху, и снизу никого не должно быть. Ни сбоку, ни рядом, нахуй. Нигде никого не должно быть. Мы, если на нас нападают, мы должны отдачу давать вместе. Башкорт на татар должны разъебывать всех подряд. У нас должно быть, само собой, нахуй. И надо будет атомное оружие. Надо будет атомное оружие, потому что, нахуй, Русня может снова напасть на нас. Если она захочет, приспичит ей. Поэтому у нас без атомного оружия, нахуй, не обойтись. Поэтому мы будем создавать свою атомную, нахуй, станцию, атомное оружие и так далее. С Казахстаном, там, со всеми вместе. Узбекистан, да, Кыргызстан, Таджикистаном тоже я советую. У всех у нас должна быть атом-бомба. Чтобы вдруг кто-то заебется, нахуй, вот как в Корее, нахуй. Не дай бог, кто-то в Башкортстанка зайдет, нахуй, сунется какая-то русская мразь. Сразу, нахуй, москалятина полетит, нахуй. Вот примерно вот так должно быть. Чтоб не щемились, нахуй, в нашу сторону вообще, блядь. Куттарын кысып отырсын, каждое государство, нахуй. Начиная, нахуй, Антарктиды, нахуй, заканчивая Америки, нахуй. Чтоб все, блядь, нахуй, в тряпочку молчали. Не бздили, нахуй. Только таким путем мы сможем восстановить Башкортостан и Татарстан и получить свою идентичность, как этот гандон Путин говорит. Идентичность он хочет русскую, да? Хуй вам сраку. У нас идентичность Башкортостан и Татарстан. Бурятларда Бурятстан, Якутстан, Ичкерия, Дагестан. Вот идентичность каждого. А не вот твоя узкая, нахуй, власть. Гнилая, нахуй. Старпёры одни, нахуй, рулят там, блядь. Сталин, блядь, говорят, гандоном был. Теперь этот Путин, нахуй. Одни гандурасы, блядь. Ельцин, блядь. Одни чупашилы. Кого я видел там вживую? Ельцин только я видел. Горбач, блядь, гандон. И вся вот эта, блядь, басота местная, блядь. Нахуй нам нужны? Нахуя? Прошмандовки русские, блядь. Точнее, даже их русскими нельзя говорить, нахуй. Педрилы, нахуй. Финно-угорские гандоны. Финно-угры, нахуй. Вот так их надо обзывать, блядь. Спустились, нахуй. И бздят тут, нахуй. Пытаются, нахуй, над Казанью и Башкортостаном, нахуй, этот, рулить, блядь. Потому что, нахуй, мы позволили. Хотя бы он как маленькая Грузия, надо отдачу давать. Сразу восстание, блядь, по улицам. А мы не можем, боимся. Почему боимся? А я вам скажу секрет, почему. Я же 2 года в армии служил, я знаю. Потому что мы друг друга не заступаемся. Мы за друг друга не заступаемся. Тут можем сравнить чеченцев. Вот чеченцы за друг друга заступаются. Нихуя. Если они тоже заступали за друг друга, они бы нахуй не проиграли бы эту войну. Потому что за друг друга они тоже по сути не заступаются. Вот нам всем нужно научиться заступаться за друг друга. А заступаться за друг друга я вам не имам, чтобы что-то учить. Именно это нужно рассматривать со стороны мусульман. Именно мусульман киши бір-біріне брат deyip, мына шунда ғана біз бір-бірімізді yoqlab қаларға можемыз.
Alloh uchun kurashirga, Alloh uchun o'lirga. Mana shu durust yo'l. Поэтому, когда говорят меня, ты Аллаха говоришь, потом ругаешься, Аллах говорит, не надо впутывать мою веру с моим грехом. Мозги надо иметь свои, блядь. Которые, блядь, если ты мусульманин, ты должен понимать, блядь, что, блядь, человек может грешить, но быть мусульманином. Он не может быть, нахуй, не мусульманин и не грешить, или грешить не мусульманин. Блядь, у каждого есть свои грехи. И не нужно, нахуй, меня как маленького ребенка отчитывать, нахуй, смс-ками. Заебали, нахуй. Этим комментарием, нахуй, заебал удалять, нахуй. Сүгінма, блядь. Сігәме сені, нахуй, сүгінәмі, yok mu? Шулай екен, блядь. Сүгінмеші, нахуй, аңлатып боламын кішіге, блядь. Или сүгініп-то нихуя аңлатып болмай. Какая разница? Никакой разницы нет. Один стресс. Поэтому самая первая задача наша — это отпор дать, не идти на Украину на войну. Первая задача. Первая задача, блядь. Контракты, хуякты, блядь. Миллион дают, 500 тысяч дают. Не надо идти за эти деньги. Первая задача наша — не идти на войну. Манашу безны крыш была. Манашу безны крыш была. Если вы идете как залупа, нахуй, курка, блядь, на эту войну, вы, значит, против народа идете. Убийцы становитесь. И, грубо говоря, хуй ложите на себя. На себя. Вы-то умрете, вы же манкурт. Вы умрете, нам-то похуй на вас. Ну и то, что, блядь, вот этот мином туганым болганы үшін, моя нация, да, я не хочу, чтобы она уменьшалась. Тут последствия есть. Каждый человек должен о последствиях думать. Ты уменьшаешься, допустим, а сильно, как тот день я уже озвучил об этом, а сильно хатанаңны килеп сиге урыслар. Или еще кто-то, нахуй, еврейлар или армяннар килеп хатаныңны сиге башлый. Рахатмы? Башкорт белән татарның хатынын сиге башка халык. Не говоря, что и Азия трахнет всех. Вам не жалко? Вот чеченцы, допустим, да, не дают своих чеченок нам. Они жалеют, воюют за это. Они не дают, и чеченки сами знают, не пойдут за нас. А почему башкорт белән татар всем дают подряд? Что за хуйня? Да, по исламу можно всем давать. Чеченцы тоже перегибают по-свойски. А с другой стороны, нахуй, нужно размышлять не то, что дают или не дают, блядь, а размышлять надо с точки зрения войны. Как это все происходит, нахуй? Почему дают, почему не дают? Вот такая хуйня. Потому что, блядь, иркешелер, блядь, сугуштан үле беттелер уже, блядь. Юк уже, нахуй. Башкорта, татарда, юк уже, юк. Азайдагез, блядь. Ладно, базара нет. Раньше, мен в тот день прочитывал, да, историю. Менің қарт атамда башқұртта 2 хатын болған. Мана шулай бит 2-3 хатынлылар бит хазыр юк та инде. Кайсы татар белән башкорт кимгәдер бара 2-3 хатын булып татарга. Ул бармый, ул әйтә, лучше мен башкага төреккә тиям ди ул. Башкага тиям ди. Нахуй миңа 2 хатынлы, 3 хатын ир кирәк ди. И после этого, конечно, вот получается микс, блядь. Подобие меня. Но Аллаха шүкір, менің миксом, блядь, нахуй, не с кем-то, блядь, хуй поймешь, с кем попало, а с ближней нашей нации. А есть же миксы еще, которые пиздец, нахуй, хуй поймешь, какими нациями, нахуй. Подобие Алсу, певица Алсу. Никуттаган ол яхутка ирге барамы. Ондайлар дохуя. Урысқа баруың уже косяк. Иркеші ладно, урысны ала екен, хуй с ним. Ну, блядь, нахуй. Хатын же урысқа барса пизда, блядь. Онда Иван да Мария была, который на печи сидел, хуй сосал.
Шулай, блядь. Когда, блядь, нахуй именами я поражаюсь, ну, у меня так, блядь, как говорится, семья не суперски, но, блядь, нахуй. Когда, как sizga endi o'rnatirga можно. Допустим, Татар olar ekan boshqa qizni или и так далее. Ну, блядь, нахуй. Нельзя же нахуй забывать свой язык. Свой язык же не надо забывать. Когда, блядь, нахуй, Татар, Малайда, урыс хотаны, все, пиздец, все дети на русском говорят. Или наоборот, нахуй. Урыс... Звонят, не временный час. Вот шулай. Ай. Перебил это в смысле. И вот temu zakroy endi. Короче, boshqirt bilan Tatar o'zaro izg'ishirga tegish tugul. Narsa bo'lsa-da. Nechik bir-birini nindi обида bo'lsa-da izg'ishirga tegish tugul. Давайте мы договоримся вот таким образом тогда, если уж на то пошло. Bizga boshda olirga kerak mustaqillikni. Mustaqil bo'lirga kerak Qozog'iston bilan O'zbekiston, Qirg'iziston kabi urushdan qutulirga kerak. Потом Олар кебек марионетка урыска булмаска керек, в первую очередь. Олар ведь они сейчас марионетки сейчас. Казахстан, Узбекистан, все они там эти сидят, блядь, сука, блядь, принцы, блядь, путлерского нахуй режима. В итоге вот этого не должно быть, само собой. Башкортостан bilan Татарстанга куябыз biz o'zimizni kishilarni, которые против Русни. Biz o'zimizni oradan qo'yiladi. Против Русни. Не дай Аллах, пока я буду жив, Башкортостанда, Татарстанда какие-то будут хуеплеты, всех расстрел, блядь. Урыс yog'ina yotgan, sotgan, mana shundalar birsida bo'lmasga tegish. Birsida нахуй. Полная зачистка нахуй. Которые останутся, эти пидорасы, продажные шкуры, сразу вот ишитib qo'yamiz, сваливайте нахуй сразу. Мы зайдем, каждого будем зачищать нахуй. Не дай Аллах, блядь, кого-то увидим нахуй. Которые нахуй, блядь, за путлера, за русских будут топить нахуй, олар сразу москалятинаga шығып тоягыз, шунда сразу, сыгылып катагыз. Готовьте, собирайте свои чемоданы и пиздуйте оттуда. Очищайте нахуй біздің Башқұртстан мен Татарстанды. Нихуй там, места нет вам там, пидорасам. Продажным шкурам. А то, что вот весь процесс mana hozir zachistка bora endi. Shu manqurtlarning zachисткасы bora sug'ishda на Украине. После этого отсеется народ и прошмандовки сдохнут продажные, и еще останутся инвалиды. Да хуя инвалидов будет на Башкортостан bilan Татарстанда, вот посмотрите. И, само собой, еще какие-то долбоебы головорезы будут с автоматами. Вот готовьтесь вот с таким еще бедствием всяким. Поэтому, чтобы вот этого всей хуйни было или не было, надо нам самим в руки брать бүтүнөй. Бізге нужно кровь из нос кушаларга, жийларга
Қорқмай, меня комментарий yazыңыз, телеграм-каналларым бар, мен қосыласым келеді. Все, мы будем подключать каждого. Но там вы не можете что-то делать. Потому что мы каждого, кто будет подключиться у нас, мы не хотим терять вас. Потому что каждый человек для нас будет как цена золота там на киват. Мы не Путины там покупать вас за 5 лямов там или за 2 ляма. Поэтому, как говорится, ваша жизнь в ваших руках будет. Поэтому, как Алсынов долбоёб, сидеть не надо там нахуй. Пока меня засунут и кенды. Вы против, значит, надо вылазить оттуда. Вылазьте с семьей, уезжайте с семьей. Вот когда мы все соберемся, как я в тот день про гарнизон говорил, примерно такой гарнизон создадим, вот Шундагана мы потом уже можем идти воевать с ними. А до этого мы не можем. Вот когда в каждом ячейке группы, допустим, Аламин, кемнедер белям, син кемнедер белясин, вот что каждая ячейка группы будет уговорен, так скажем, нами, допустим, я вас призвал к этому, вы призовете еще какой-то, вот как бы дистрибьютор, да, как вот была фирма когда-то Oriflame, дистрибьюторы там, группа, вот Шулай, когда мы эту группу создадим, допустим, группа Ибрагимовых, группа нахуй Хабировых, группа там Давлетова, группа так Ишмурзин туда-сюда, вот так, короче, группами будет идти, вот Шундагана мы можем создать огромные оппозиционные, блядь, Сигатурлан группа. Это примерно как на Башкортостан район Нарбар, Уфа района, Бурзян, Буздяк, туда-сюда. Вот с каждого, если региона выйдет человек, и каждый будет призывать, и каждый это призывной кишек будет вылазить за границу, или в тряпочку сидеть, молчать будет там, просто информировать нас всех, вот тогда только мы можем победить это зло, а не просто так. Уже как бы есть у нас, само собой, наверное, где-то люди, которые за нас топят, само собой, есть они. Но они ни нам не говорят, ни себе, ни тишина, короче. Но мы знаем, что они есть. Ну, кто-то молчит, кто-то не молчит, есть разные. Но, исходя от этого, это не результат. Результат – это когда мы будем их видеть и чувствовать. Дружить с ними, разбираться вместе. Те же вот эти стримы вести будем вместе. Мына Витальевна, Руслан Габасов не прет на меня, не прется, меня же как бы не признает. Я с ним пытаюсь связь поймать один раз. Не получается, чтобы я у него спрос хочу за татар взять. Когда я в это дело вошел, я еще только за мобилизацию боролся. А я не понимал еще то, что есть Руслан Габасов, я откуда знал его. Мен білмеймін. Потом уже бля башлагач, мен кімлеген қарағаш, и наткнулся бір видеосында, он что-то пиздел про татар что-то. Мне это не понравилось. Что, блядь, Башкортостанда татарларга что-то т-т-п-т-п-т. Потом башка кеше это опроверг, сказал, типа он вроде передумал, сейчас он по-другому мыслит. Но у меня осталось это все, блядь, но при мне еще пока. Но он менен, блядь, сөйләшәсе келмей. Вот так вот. Можно как-то, может, через кого-то связаться, но не хочет, не надо. Мен инәлі бұтырмын енді. Теге гордый башкорт енді өзінше, гордый башкорт. Националист, как он сам говорит. Я националист. А мен нацист, блядь, нахуй. Мен узбекский, башкирский, татарский нацист против русских. Вот чистый нацист мен, блядь, нахуй. Бүтін ұрысыны қырған нахуй. Сігіп ташларға бүтінісін нахуй. Которые, блядь, зуб точат на Башкортостан и Татарстан. Вот так вот. И имперцев всех имперцев нахуй тоже. Зачищать нахуй. Оларға ход бермәскә барыбер. Вот, допустим, если сейчас Путина сменят, какая-то хуетация еще придет, мы должны бороться с ними тоже так же. Пока у нас не будет независимости,
Нам нихуя не нужны какие-то еще, блядь, поблажки от Москвы, там, подачки какие-то, нихуя, нихуя. Кроме независимости нам ничего не надо, блядь. Минтеге общество года и там мёна. Кстати, вот еще раз повторюсь я это. Но они знают, само собой, они тоже знают, но я постоянно пытаюсь напоминать всем. Только независимость. Нам не нужны нахуй там федерализм, хуелизм, пиздализм, не надо, блядь, вот как эти вот Габасов что-то говорил, вначале говорит, я так думал, потом так думал, сяк думал. Я изначально думал, одна тема, блядь, Урустан Котолорга и все, независимость. Независимость только нахуй, другого варианта не должно быть. Почему? Потому что миним Беликей Шоктанов вот этот нервоз шел, блядь, из-за того, что почему бүтін жерде хужа урыс, блядь, а безнекелер урыс түгел. Этот вопрос меня с детства мучил, блядь. Вот так вот. Оказывается, нахуй, вот эти пидорасы финно-угры везде, блядь, захватили нашу власть. С евреями вместе, блядь. В два ебала, блядь, пидорасы. Потом, блядь, тоже вопрос иногда возникает, блядь. Украина, понятно, воюет, то, вот это. Ну, а если бы Украина не воевала бы нахуй? Этих вопросов не вышло бы, дальше мы как терпилы жили бы, да? Тоже интересный вопрос, блядь. Какой-то странный, блядь. Получается, Аллах Та'аля бізге mana shu Украинаны sabab etib жіберген, блядь. Бізге надо поймать этот момент, блядь. Если рассматривать это со стороны мусульманства. Если бізге бұл sabab болып келген болса, мында как раз таки испытывается каждый весь народ России. Кто на кого повелся. А шайтан, если вы все знаете, приукрашивает все. Приукрашивает. Он вот приукрасил как раз эту войну деньгами. Вначале силы попробовал он, но народ шумел. Теперь шайтан работает по-другому, поумнее. Окша белян подкармливает. А шайтан давит окша куб всегда. Шайтан ведь боил. И в итоге получается ваши же, блядь, деньги, которые вот пенсии не даются, там грабится вся Башкирия и Татарстан, вам просто эти деньги дают, и вы идете. И все равно вы эти деньги не получаете, по сути не получаете. Вы уже там гроб 200, гроб 300, гроб 500 нахуй, 1000 нахуй. Вы там все валяетесь, гниете. Фуба. Поэтому я не знаю, как сегодня Майкл Наки, там так он бурно читает еще. Пиздец, он тоже, блядь. Пиздец, оператор, блядь. Балабол, блядь. Как один, блядь, гнилую нахуй руку, как этот, который сбежавший дезертир рассказывал, что у кого-то гнила руку, он рубил ему руку, говорит, топором. Тупым топором. Пиздец, на войне человеку рубили на живую, блядь, руку, чтобы дальше, блядь, там не гнило. Рука гнила у человека. Потом все равно, наверное, он сдох, говорит, истекая крови. Тоба. Просто ужас, блядь. Просто ужас, блядь. Вот так вот. Шундыхали, да, білмеймін. Наверное, будем закрывать. Сағат 12 болды мында.
закрывать будем этот. Зайдем в этот. Или ТикТок поковыряем чуть-чуть. Чуть-чуть давайте ТикТок поковыряем тогда. На этот. На эфире. Как раз 2 часа эфир будет и закроем потом. Итак. ТикТок тагайында комментарийларны будем прочитывать. Просмотрим. Получается, в ТикТоке подписчиков больше, чем в Ютубе. Позорище. Башкортостан, Татарстан боится подписаться меня. Понимаете? Все как бы думают, то, что я матерюсь, и поэтому не подписываются. Ну, а вот у нас с этим не подписывайтесь. Зато, блядь, у меня в ТикТоке, нахуй, подписчики, блядь, 4724 в ТикТоке. Это нужно, блядь, наверное, совесть иметь, да? Ведь позорище, блядь. Потому что, нахуй, ТикТок-то Казахстан поддерживает. А YouTube-то, ТикТок, если у вас не работает, YouTube-то Башкортостан, Татарстан до такой степени жалкие, блядь, нахуй. Подписаться даже не могут. А в русских, блядь, в ютубах везде, блядь, нахуй, миллионы, нахуй, подписчиков, блядь. И потом мне пишут, нахуй, окша киряк на сене. Меня нахуй сызна окшагас киряк меня, блядь. Че, от вашей подписки у меня окша появляется, что ли, блядь? Блядь, такие смешные, блядь, люди, пиздец. Вот, подписчики 4724, а друзья 3780. ТикТок-то, блядь. Они что, у меня деньги просят, или я у них деньги взял? Это до такой степени, блядь, татарлар алчные, блядь, нахуй. Еще битул татар тілінде меня шло язағына, блядь. Пиздец. Хуею, блядь, нахуй. Птен ашағанлар, блядь. Мелочные, блядь. Зато, блядь, дохнуть идут, нахуй, за деньги, блядь. Охуеть можно, блядь. Вот, қазақ браттан yazıла. Қазақша yazған. Putlерді өмірі қыл үстінде түр орыс едірайды шет елдерге кетеді. Башқұрт, татар, шешен, бостандық жетіміз. Вот, видите, они, чтобы он говорит, Путлер там қыл үстінде оны ғұмыры. И мы желаем башкиртам, татарам, чеченцам свободы. Вот адекватный Казахстан. А узбеклер тоже чмырье, блядь. Тоже жалеют, нахуй, нормальный комментарий. Ну, есть тоже хороший комментарий, но дохуя плохого. А вот от казахов плохого нету. Если казах кто-то плохой написал, у казах же там же его кончает сразу. Ты чё говоришь, там туда-сюда заступается. А узбеклерда нихуя. Я хуею узбеклер до такой степени продажной шкуры, блядь, позор, блядь. Менің нацияларым бітпесі продажный екен. А я еще ғұрурланам, блядь. Узбекке ғұрурланам, башқұртқа, татарға. Шкуры продажные, блядь, по жизни, блядь. Охуеть, блядь. Позор, блядь. Позорные, блядь, черти. Не гони на нацию. Нет, я буду гнать на нацию, блядь. На нацию буду гнать нахуй. Вот за казахов гнать смысла нет. Потому что Казахстанда адекватные люди, которые реально знают историю даже 1000 раз лучше, чем узбеки. Ассаламу алейкум, Кардаш. Ва алейкум ассалам. Поэтому, как говорится, миндай руун. Мен руымны білмеймін, шо мен қойдан білем руыны, мен Башқұртстанны мен білмеймін. Сәлі тамақтан менің нәнәм. Сәлі тамақта кім руын мен қойдан білем енді. Я этот до такой степени мен білмеймін енді. Мен родом, Узбекистаннан родом, а так Башкортостаннан. А вот тут люди пишут мне. Вот, поэтому, как говорится, татар, башкорт, узбек, вот им, вот минам милләтләремә нужно брать пример казахлардан.
Мен казахларны мақтамаймын. У них тоже есть свои косяки, свои есть ушлепки, так скажем. У всех есть, это базара нет. Но из-за того, что менің милләтләрем мына шул туганларым минем бар, минем карандашларым үзбәк бар, башкорт, татар, бөтенесеннән, поэтому я могу говорить. Я могу смело про них говорить, как они себя ведут, потому что я же вижу их. Я их язык понимаю, я их слышу, Аллах шкер, вижу, как они что творят. И пытаюсь образумить их. Я не пытаюсь, блядь, где-то возгордиться, блядь. Вот именно я, блядь, возгорденных тоже присесть пытаюсь, присидеть. Кибр, блядь, это арабское слово, все знают, да? Кибр, блядь, если малейший кибр у человека есть, все, это чмо, блядь. Поэтому я, блядь, борюсь тем, что, блядь, высокомерием, нахуй, и всякой вот этой хуйней, блядь. И высокомерно мне отвечают, я такой, блядь, я ни в одном, нахуй, своем видосе свое высокомерие не показал. А то, что я обсуждаю нацию, это именно почему? Потому что, чтобы человек осознавал, блядь, нахуй, что он творит, блядь. Если ты ему не будешь говорить его косяки, нахуй, по исламу тоже так же, он не образумится, блядь. А то, что, блядь, я не говорю, нахуй, значит, пусть другой говорит. Если он тоже не говорит, значит, я буду говорить. Поэтому, как говорится, нужно каждому говорить. Каждому. Поэтому, как бы, здесь смысла я не вижу обижаться, во-первых, людям. Во-вторых, нахуй, нужно понимать это, адекватно оценивать ситуацию. Если человек не косячит, нахуй, про него не говорят. Если человек косякнулся, про него начинают же говорить. Вот как в тот раз Шапалак с татарина с дагестанцами. Оба косякнулись. Я и татара как говорится, беру, как говорится, в ошибочную сторону. И правильную сторону. Почему? Потому что я татар. Я защищаю. Потому что его никто не защитил. А со стороны дагестанцев тоже косяк шел. На публику не надо нахуй показывать, пизды давать. Давайте каждый на публику пизды будет давать. Тут же, блядь, харсак делать будет, хлопать ладошки будет русские. Это вы тоже должны понимать. Взрослые мужики, блядь. Сильные, но безмозговые. Так, дальше. Сейчас, что там? Ты сам откуда родом-то? Хин татарма. Жоқ, мен метис, мен татар ғана түгіл, мен татар да, башқұрт та, узбек та. Надо с кыргыза брать пример, тоже четкие люди, храбрые. Ну да, башкирский Соловьев. Ну, типа того, да. Соловьев түгел, да, наверное, больше знаете какой? Порой мне, блядь, нахуй, кажется, блядь, нахуй, как долбоёб этот, блядь. Вот честно, блядь, я сейчас скажу, всегда думаю, да? Я Жириновским, блядь, на рынке встречался, блядь, в Москве. Долбоёб долбоёбом, нахуй. Долбоёб, да, ведь вот посмотришь, да, а, блядь, рубил в матку, нахуй. В матку рубил, блядь, Жириновский. Всякую хуйню говорил. Порой, блядь, я тоже думаю, блядь, я чё, как Жириновский, что ли, себя веду, нахуй. Курхопки там иногда, блядь, уземна. А почему? Потому что, блядь, нахуй, я не могу терпеть, блядь, нечестность, блядь. Вот какие-то нечестные движения идут, я не могу это видеть, нахуй. Допустим, вот поймали 4 узбеков в банановых коробках. Зачмырили, блядь, на видео сняли, спустили его на эфир. Русские. Видите, какой метод у них, блядь? И тут вспоминают тех же того татарина, который чмырили двое дагестанцев, 4, и пиздили его по шапалакам. То же самое. Метод русский, блядь. Вот это я и хочу донести людям, нахуй. Хуйней не страдайте. Біздің душман бір генә урыс. Башқұртқа да урыс душман, татарға да, қазаққа да, блядь, үзбекке да, қырғызға да, бүтінімізге біздің душманымыз урыс, блядь. Шу урыс финно-угордан құтылырға керек бізге, блядь. Где его щупальца везде, блядь, как осьминог отравленный. Поэтому, исходя от этого, нужно логически помогать, может, даже мне, блядь. Если я где-то не додумываюсь, я тупые вещи если говорю, исправьте меня. Базара нет, не соглашусь, блядь. Потому что мин около тугельдайнда, блядь, до такой степени, как ученые, там, как люди, которые, блядь, знают Коран полностью и так далее. У меня нет этих знаний. Но я пытаюсь свое что-то там услышать, донести до людей. Свои мысли. Я плюс еще, я не оправдываюсь. Опять-таки, как русский я не хочу себя вести. Как они говорят, на камеру будешь потом прощения просить. Кутаром просить никого не буду, нахуй.
как говорится, как узбеклар, это урта бармагом на кутана тагам, нахуй, сразу. Этого я никогда не буду, Аллах согласен, делать. Под камеру притом. Русским потом. Фу, блядь. Поэтому вот так не должно быть. Не должно быть нихуя под камеру ничего. Мужики разбираться должны, вот я вам показал в тот раз, вон там в углу, в темном месте разобрались, пизды дали друг другу, ла-ла-ла-ла, попиздели, все, разошлись. Если вдруг что, а так, внутри милләтта, татар мен башкортта, особенно, бізді ызгышу болмасқа тиіш. Я вот еще раз повторяюсь. Если какие-то, получается, люди на нас наезжают, мы должны друг друга защищать. Кровь из нос. Башкортмысың, татармысың, милләтчілік болмасқа тиіш бізді. Мен ведь бәлеке шақтаны милләтчілікні көрдім. Я переехал с Узбекистана, на меня наезжали татары. Не поверите, я сам, блядь, татарин, если на то пошло, да, ведь, в татарской деревне. И на меня наезжали татары, говорили чурка. Вот как можно понимать после этого? Потом, конечно, после армии, конечно, они уже перестали мне пиздеть уже. Я как в армию сходил. Ну, а до этого давили меня, давили. Ауылда мыскылладылар. Когда-нибудь, наверное, если я рожу свою покажу, они увидят это все. И поймут, как говорится, кто что говорит. Ты сидел, откуда столько мата? В армии 2 года побудешь, не то что мата, блядь, да хуя что увидишь. За что били его, расскажи. Ну, татарина же били, блин, то, что он что-то пропизделся там дагестанцам. По хуй его за что? Непонятно за что. Ну, примерно понял то, что он дагестанцев там оскорблял, что-то такое. Что за история за татарина? Но я же, ну, я загружал его в моих, везде, посмотрите, везде я его загружал. Ну, бородатый татарин, 4 дагестанцев на видео шапалах делают где-то, приехали в Казань, пизды ему дали и уехали. Не поленились ведь, блядь, приехали, блядь. А ты жил в Узбекистане, откуда ты знаешь менталитет узбеков? Блядь, я наполовину узбек, я вам еще раз говорю. Вы вот ушим кетейін. Менің даже эфирім нәрсекейімде бит мое, почему мой YouTube канал так называется? Узбек, башкирт, татар. Потому что менің милләтім ол. Узбек, башкирт, татар. Я не разделяю свои нации на что-то. Да, Рафа, да, Рафай, короче, да, Рафаэль. Вот, Рафа, да. Как этот, блядь, один чувак, дед говорил всегда. Привет нашим хуями Машам, блядь. Ну, типа того. Короче, у Шунарга этот... Білмеймін да. Мен, как есть енді, все пытаюсь доносить людям, но әрбір кішінің өзінің ақылы бар. И моя задача просто борьба против русни. Все, мне вот это не нравится. И то, что мой народ умирает. Те же узбеки тоже, блин. Мне же один уже комментарий написал, я не помню его имя, да, я откуда знаю, все зашифрованы здесь. У кого-то есть, у кого-то нет. Он сказал по его наслышкам, что кто-то сказал 10 тысяч, а потом кто-то сказал 40 тысяч. 40 тысяч узбеков на войне. Вроде бы или служат, или сдохли. Понимаете? Почему потом я за узбеков не могу что-то пиздеть? Менің милләтімде енді. Шулай ук тең барабар башкорт менен татар да. Просто из-за того, что я с детства переехал в Башкортостанга, значит, я стал просто башкортостанец. Россиянином даже не хочу говорить себя нахуй. Мен Башкортостан малайы. Поэтому я топлю за Башкортостан и за Татарстан. И, конечно, задевает моменты узбеков. Потому что чмырят узбеков, а за них заступиться некому. Я пытаюсь заступиться. Вот моя тактика какая. Всего этого введения. Так, дальше читаем комментарии из ТикТока. Казахи опять пишут на казахском. Вот. Так, что там?
Тут татарин сказал, что круговой пляс это языческий ритуал. Ну, может, про это тоже, наверное, говорил, да, да. Не только это, он что-то там за матерей что-то сказал, что-то хиджабы, не хиджабы, что-то такое. Нет, я не знаю. Ну, короче, не только это он сказал, там дохуя что он сказал. Да не в этом суть, что он даже сказал. Суть в том, что нехуй на видео это снимать, блядь. Чеченцы и дагестанцы частенько пляшут в круге. Ну да, ну это их не ебанизм. Я свой про косяк свой говорю, у них свой косяк есть. Они тоже сами будут отвечать за это. Татары не будут за них отвечать. Мое дело короткое. Сыгли котсонлар. Пусть танцуют хоть на голове, блядь. Какая хуй разница, что они там делают. Главная задача избавиться от русских. Ну да, ну само собой, это их не грех. Как мне кто-то говорит, за мусульман не говори, за это не говори, за то не говори. Просто у меня есть друзья и дагестанцы, и чеченцы. Я что могу сказать? Не защищай ни их, ни их. Суть за каждый гнах har киши o'zi javob beradi. Вот и все. Халық дұрыс түгел екен, значит, олар жауап береді. Если на то пошло, Кадыров вообще косячник. Кадыров вообще косячник. Вот последнее заявление его. С моей дочки, если снимут платок, все, пизда всем. Это что за... Урысны күтіне кірі біткенсің. Урысны күтіне кірі бітіп. И ты такой сейчас такое лицемерие пиздишь. Бля. Мен ондай кісіге құттағамын қойып қойғанмын. Который, блядь, мочит, блядь, в тюрьмах своих же чеченцев, блядь, что он, нормальный, что ли? Кутахса надо, такой же, блядь, как и все, блядь. Такой же, как и Путин, такой же, как и Каримов, такой же, как Хуево. Все, блядь. Политики. Такой же, блядь. И не нужно пиздеть то, что, блядь, мені қызымны башымнан яулықны салалар екен. Это что за игра, нахуй, кошки-мышки? И потом за ним татарин еблан, блядь, уфимский ляпнул. То, что мы не дадим снять, мы против русской общины, чтобы не снимали хиджаб. Этот хуй, блядь, татарин, блядь, узбекистанский татарин, гандон, который аксакал ебаный сидит. Я его раньше как-то думал, ой, земляк. Кутагам земляк, чмо ебучие. Урысны күтіне кірген мулла, блядь. Bütün муллалар говно, блядь, Россияда. Имейте в виду, не слушайте их нахуй. Мен когда, блядь, в свое время, когда в ислам пришел, Шамиля слушал, Аляуддина. Кутагаму хуйдаму Шамильга, триллионер, хуйнер, блядь. Пидорас, блядь. Урысны күтінде туылып үскен, блядь, гандон, нам будет ислам учить, что ли? Вот таких шайтанов, когда мы зайдем, нахуй, всех гасить, нахуй. Всех, нахуй. Пусть она шунда урыс халканда, Москвада пусть ислам преподает, нахуй. Нам не нужен егошин ислам, блядь. Пидрилы. Все вот эти, которые муллалар, блядь, которые нам мозги ебут. Всех зачищать, нахуй. Всех подряд, нахуй, зачищать надо, блядь. Не нужно нам, нахуй, диктовать, нахуй. Ни ИГИЛ, нахуй, ни, блядь, всяких вот этих группировок всяких, блядь. Хизбут Тахри, хуехри, блядь. Кутавам, хуйгамам, бетонусана, нахуй. Жить надо нормально, нахуй, а не пещерным, блядь, отродием, блядь. Поэтому, нахуй, ислам должен быть у нас. Башкортостанда, Татарстанда, как раньше. Біздің нәнейлерді, ата-бабаларымызда. Вот как шло оно, блядь, изначально, вот так. Красивый, чистый ислам, блядь. Без всяких премисей, блядь. Без всяких ваххабитов, без всякой хуеты. Насчет этой темы тоже я не боюсь говорить, нахуй. Мне похую. Мусульмане, они не мусульмане. Мне кутам оларға. Потому что, нахуй, не надо нам, нахуй, своим, блядь, как это русские говорят, коромыслом заходить к нам, нахуй. Своим дерьмом, блядь. У нас есть Коран. Шу Құран бойынша біз яшарға тиіспіз. Бітті. Не надо нам, нахуй, приписывать, как урысларда, блядь, переписывать нам Библию, нахуй. Поэтому, нахуй, если жить, нужно жить цивильно и в то же время по исламу. В то же время должно быть везде у нас мечети. Кто желает, пусть намаз читает. Кто не желает, не читает. Не надо их, нахуй, заставлять и говорить там, ой, блядь, так.
Если мы так будем делать, нахуй, никто не придет в ислам, блядь. Мынанда Норвегияда мен яшадым, Германияда яшадым. Там сами немки, норвежки сами приходят в ислам. Их никто не принуждает, они сами приходят, потому что это цивилизация. Люди читают. Я на норвежском Коран читал, на норвежском языке Коран держал в руках, на немецком языке Коран держал в руках. Я был вообще на 7-м небе, деген кебек. На разных языках есть Коран, понимаете? Оны бит әле ашып карарга кирәк, шундый кеше кирәк әле, имам кирәк, блядь, кешедә, чтобы его тронуть даже. Не то слово, блядь, открыть, дочитать его до конца. Поэтому нахуй нам не нужны всякие самозванцы, ублюдки, которые под Путлером пытаются нам ислам учить, блядь. Где-то можно говорить, это нельзя говорить. В мечети камеры, когда в мечеть идешь, блядь, в Москве, блядь, везде менты стоят. Нахуя нам такой ислам нужен? Біздің Башқұртстан Татарстанда никакой мент болмасқа тиіш мәчеттә. Мәчет 24 сағат ашық тұруға тиіш. Мына мында әлі мәчетлер ябыла, мне не нравится тоже. А біздә бит енді көп жерде ашық, и раньше, я помню, в детстве тоже не закрывается. Вот мәчетлерны нельзя никогда закрывать. Круглосуточный мәчет ашық тұруға тиіш, потому что в любой момент может быть бомж, путник какой-то, может быть, остаться на улице там, или там переночевать ему нужен, да, жилье нету. Он должен знать, что мечеть 24 часа открыта, и должен прийти в открытую мечеть. Не должно быть, как у каферов, закрытой мечети, блядь. В Норвегии, я помню, когда на улице я один раз остался, в Осло, меня в мечеть пустили, но потом выгнали. Сказали, все нельзя. Я в мороз ушел. В Норвегии мороз было. Декабрь месяц. В Осло. Я на улицу пошел. Потом еле как что-то я снял жилье себе. Охуел я там. С мечети меня выгнали. Я тогда понял, блядь, что за ислам, нахуй, сказал после этого я. Если с мечети выгоняет мусульманин, имам сам мечети. Я ебал в рот, нахуй, такую мечеть, нахуй. Долбоебы. Поэтому мәчет Башкортостан на Татарстан 24 сағат ашық боларға тиіш, блядь. И должен там оплачиваться, все ему должно оплачиваться сторожу, который держит мечеть под контролем. Садака, блядь, не должен быть мечеть содержаться. Мечеть должен содержаться с государством. 1-2% с государства должно выделяться для мечети. Обязательно. Так, дальше. Ты сам где живешь? Я живу во Франции. И он верующий. Ну вот видите, прикол начинает попадать вам. Аллаға шүкір, мен верующий, Аллаға шүкір. Намазны 5 мәртәбә укыйм, Аллаға шүкір. Шулай. Әле мына ишаны укыган юк әле, витр белән укырга кирәк. Вот так, шундыйлар да була, ие. Аптырамаска инде монда, шулай. Гомер шундый. Сүгенәсең дә, намаз да укыйсың. Как говорится, все в одном флаконе, как говорится. Аллаға шүкір, эчмим, тартмыйм. Шулай. Яхшы малай мин әле. Шулай. Поприкалываться тоже люблю. И шулай инде. Ладно, давайте дальше читать. Дальше қазақ брат яза бізге комментарий. Түсінеміз, башқұртша қазақтар қолдайды. Тәртіп келтіру керек, шайтандар құтырды. Үндемесен басқа шығады, қазақ жерінде осылай болды, все. Так, еще открою, что там. Казак, осылай болды, все против казака қарсы болды 90 годов. 90 жылны, короче говоря, казакларга да шулай болған кипеш, но они, наверное, прижали их, казахи, молодцы. Поэтому, как бы, хотя бы пример надо күршілерден алырга, казаклардан, понимаете, башқұрт белән татарға. Хватит хуйней маяться, а надо действовать. У нас один шайтан сидит, который, блядь, нахуй в Кремле. Надо бомбануть его, нахуй. Я до этого уже в ТикТоке высказывался везде. Нужно пустить туда дрон, блядь. Башкортостан, Татарстаннан нужно вот эти шахиды, которые иранские в Казани делаются, и Елабуге, надо пускать по прямому нахуй туда. В идеале можно было бы захватить этот, блядь, казанский елабугский завод, этот чертовый, блядь, где детей заставляют, блядь, делать дроны, захватить его нахуй нашим братьям-мусульманам, так скажем, в кавычках, всем
который против Русни, улясангма, коласангма, вот это джихад будет. Захватить его и оттуда пускать нахуй. Все дроны нахуй запулять нахуй прямо в Кремль нахуй. Слабо? Да, так нельзя делать, потому что косяк это. Нужно собраться сперва где-нибудь между Казахстаном и Куандыком, Башкортостан белән Куандык коридорында. Надо где-то там, надо нам сделать сосредоточение, вот туда набрать оружие, людей, вот потом можно будет бомбить уже все там. Весь Урал можно взять потом. Вот такими лозунгами нужно, как говорится, размышлять. Вот такими мыслями надо жить. А не так, что, блядь, идти на Украину и умирать. Это тупизм, блядь. Это пиздец тупизм, блядь. Не ценить свою жизнь, блядь. Если улерге был сайында Башкортостан, Татарстан үшін үль, давай, Исенцов, Руслан. Ой, крыша течет там, ведь, блядь, нахуй. Не протекает, куркма. Берите свою независимость. Так, лайк. Мусульманлар жасасын деген мына. Казаклар мына молодец. Все улицы показал деген. Шулай. Да, вот так вот. Тут один пишет мне. Я там выдвигал, короче, против турков, короче. Ну, я их же ненавижу. Я не думаю, что ты видел настоящих турок. Их торговли не бывает. Кешекульдера, блядь. Пиздец ебанутый, блядь. Торговли, оказывается, турок не бывает, блядь. Все прошмандовки в торговле. Они либо в армии, либо с хозяйством заняты. И им ты никогда не сможешь сказать: матерок зарежет многовенно. Он смешит пиздец меня нахуй, блядь. Так, сейчас я ему напишу. Так, зайди на мои YouTube каналы. YouTube каналы, придурок. Ответ я тебе уже сказал. Вот так вот. Короче говоря, оказывается, туркам я ничего не могу сказать, оказывается, зарежет меня. Угу. Пиздец, нахуй. То, что они пиздолизы, нахуй, все знают, нахуй. И он мне что-то пытается говорить про турков, нахуй, блядь. И я помню, блядь, нахуй, в Норвегии попадался один турк, который, ну, как бы реально турк, нахуй. Ну, блядь, с его виду реально тёлка, нахуй. Тёлка реально, нахуй. И вот, короче, там разговоры были, нахуй. Ну, это в свое время, блядь, я дохуя работал с айзерами, знаю, да, что турки, нахуй, реально пиздолизы, блядь. Это понятно, ладно, пиздолизы. Но то, что они, блядь, нахуй, двухствольные, нахуй, и вот эту всю тему, нахуй, я уже, блядь, я уже устал говорить уже во всех эфирах. И вот на это мне как бы отвечают они. Поэтому, как говорится, как кто-то говорил, во всей нации есть говно. Вот и все. Но мне вся нация говно для меня, нахуй. Потому что, нахуй, вот так вот. Да. За правительство не отвечают. Видите, вот казаклар пишут, они за правительство не отвечают, а за себя отвечают. Понимаете? А узбекlarda они начинают свою нацию защищать. И правительство свое вдобавок. Понимаете? До такой степени приверженность, блядь,
политики, блядь, пиздец, нахуй. Но то, что оларны услар сиге, они довольные, блядь. Башкирт белән татарда да то же самое. Мыкылты долбоёбы, блядь. Аттан Башкортстан, Татарстан, Уян, Бостандык, алга казак эле, казак эле курасын. Казак эле курасын, федерация, развал. Понимаете? Казаклар Российскую Федерацию называют, короче, да, это не федерация. Так что лайк, короче. Это в ТикТоке. Курттун даршы сол путлерді, как бы курттогуз путлерна деп жазган енді бір этот комментарий. Өте дұрыс айттың. Ну, в таком темпе я скоро и казахский научусь. Вот, на украинском. Дякую за підтримку. Хай Бог береже вас, здоров'я, щастя, добра, любові, успіхи, натхнення довгих років життя на небо. Ну, это то, что бомбить, как говорится, москалять за это. Лайк. Хрень какую-то писали тут. Бля. Башкортостан алга написали. Вот кто-то пишет. Сам народ Башкортостана и Татарстан должен восстать против Кремля. Со стороны никто не будет помогать, если сам народ не восстанет. Понимаете, Нищик? Башкортостан и Татарстан пишут, наверное, с Казахстана, примерно так. За что турки провинились? Ну, не знаю, блядь. Я с ними, блядь, не был до такой степени раньше связан, но не понимал, да, пока не свяжешься, не поймешь. Вот когда ты уже свяжешься, потом ты понимаешь, что за чмошники они. Даже, знаете, вот если турков сравнивать вот этим пидоризмом, блядь, и с россиянами, вот если даже сейчас говорить россиянами, блядь, россияне больше мужики, чем турки, блядь. Понимаете, как, блядь, сравнение какое, да? Понимаете? Россияне, наверное, за какой-то базар они могут ответить, а турки нет. Нет, никогда нахуй. Они же вот здесь хуево туча нахуй, они же друг другу может помогать, но вот приезжим по нам, они нихуя не помогали. Они крысы, они те крысы, которые нахуй, не знаю, только себе. Здесь каждый такой, по сути, каждый такой тут. Не помогает. Это понятно, хуй на них не помогает, понятно. Но тут речь идет о том, что когда я зашел в один магазин турецкий здесь, поэтому сыр-бор начался у меня. Этот крышу снесло мою. Этот долбоеб мне говорит, ты, говорит, во Франции. Я ему говорю на узбекском, там, на татарском, пытался объяснить там насчет, что-то покупать я заходил. Потом после этого так желание упало. Этот долбоеб мне говорит, говори на французском. Куртагбаш, ты турк, гандан, блядь. Семит меня оларға тиіссін. Нет, говорит, на французском говорит, ты же во Франции, говорит. Я отхуел тогда, блядь. Это то же самое, что, блядь, я не знаю, в Москве русский скажет мне, говори на русском, ты же в России. Нихуя, да, блядь, а? Не, ошибся. В Москве мне скажет узбек, говори на русском, ты же в Москве. Хоть узбек, говори на русском. Понимаете, вот так я услышал, блядь, это. Ну, до этого, конечно, они меня тошнили с Германии еще, я их дохуя видел. Но вот это меня вообще поразило, нахуй.
И потом вот дебаты, которые у меня постоянно, Туран, Туран, вот это у меня уже тыйда, блядь, Туран, Туран, нахуй, блядь, мы Орда, блядь, мы татарская Орда, блядь, мы будем Ордой, нахуй, а не Тураном, блядь. Вот, ну как бы это мой такой козлиный ультиматум козлам, так скажем, да, после того, что он говорит мне на французском говоре, кутабаш, блядь. Вот примерно так ответил, надеюсь. Вот так вот. Так что вот, сам народ должен восстать. Казахи пишут, по-любому мы братья. Понимаете? Вот я поражаюсь над людьми, блядь, Валентин, ты кто? Вот такой вопрос, что ли, пишет, ты кто, блин? Мне тоже в ТикТоке так дохуя пишут, когда начинают что-то, блядь, там, блядь, ну, зайдите на канал, кто я, чё я, блядь, хуёво, зачем так, ты кто? Я не могу сказать, я Путин, блядь. Двойник, блядь. Аллах согласен. Не быть таким дерьмом, как Путин, блядь. Молодцы. Так. Я могу так сказать, как я в ТикТоке сказал, Мин Башкортостан. Я Башкортостан. Я против, нахуй, Русни. Я хочу, чтобы, блядь, башкорт, блин, татар поняли, чтобы русня это пидоросня. Ее надо дронить, нахуй. Взорвать, нахуй, чертям собачьим, нахуй. Весь Кремль. Надеюсь, понятно сказал. Немцы на Узбекистан не нападали, значит, воевали за русских. Ну, тут по другой теме. Так, что там, мои друзья, татары хитрые, но хорошие, о чем ты тут, друг, трешь? Ну чё, святой Валентин, слышал ответ? По факту, что ты плачешь тут? Блядь, я не знаю, я не плачу, нахуй, хуль ты вообще вошел в эту тематику, блядь. Если ты русский, нахуй, валяй отсюда, нахуй, к Путину своему, блядь. Соси дальше у него. Заебали уже. Свобода народу Башкортостана, слава Украине. Понимаете? Поэтому башкорт-татар должен осознавать, что вы не на правильном пути сейчас. Вы, получается, украинцы, которые ничего вам не сделали, просто идете убивать или там умирать и так далее. Но главное то, что вы взяли оружие за гондона Путина. Вот, понимаете, комментарии вот примерно вот так звучат. Ну все, я потому что без интернета остался, у меня нету новых этих, комментариев мало. Ну, будем, наверное, заканчивать, Дуслар. Көтіп қалам на TikTok канале. TikTok каналом да обязательно. Заходите туда, там более интереснее, я как бы больше, наверное, я туда загружаю. Но, конечно, и повторяю я на другом YouTube канале, повтор кидаю. Инстаграм тоже есть, Телеграм тоже. Языгыз, Крегес, кому интересно. За независимость Башкортостана и Татарстана мы боремся. Вот. Ну, сегодня такая просто тематика была чисто. Пока без больно сильных новостей, да. Но самое главное то, что ответ пока не ясен. Я не понял так и почему Путин выпустил тех людей, блядь. Что за хрень? Белоруссия выпустила, что за хрень? Вот насчет этого пока непонятно. Поэтому нужно понимать и, короче говоря, не сдаваться инда. Башкорт, блядь, татар, главное, күрәшергә тиеш. Главное, мы должны заканчивать с этим бардаком мобилизации. Ни на какие деньги нахуй не ведитесь, блядь. Аш кулагым, аш, карным, аш кулагым, или как там,
Вот так сидите и все нахуй. Тынч кулогом, оч корным, тынч кулогом. Как это называлось, вот это выражение? Короче, кутны кысып кына Башкортостан bilan Татарстан утырыгыз, сугышка барып йөрмәгез. Если не хотите ни к нам приписаться, ни к ним нахуй, ну тогда нейтрально держите территорию. Когда мы зайдем, топить будете за татар и за башкортов. Все. Можете не лезть даже никуда. Курсагыз просто как обычный человек яшап ятагыз. Но урыс ягына бармагыз нахуй. Үләргә. Точнее, Украинага. Вот этот косяк, это нахуй непростительно будет косяк. Это предательство Татарстана, предательство Башкортостана будет. Вот и все. Манкурты. Заебались от этих манкуртов уже. Миллион мне приходят всяких этих, когда я закидываю что-нибудь в YouTube. Комментарии херовые приходят, которые YouTube даже не пропускает. Удалять надоело их уже, блядь. Поэтому как бы определитесь уже нахуй, за кого вы, блядь, топить будете. За татар или за русских. Вот и все. Чтобы этот конкретика была. Вот на стрим в ТикТоке звали, оказывается, я не видел. В ТикТоке вот очень бурное общение идет с Казахстаном, с оппозицией Казахстана тоже очень много оппозиционеров. Так, что вы пишете, товарищи, тут? Так. Так, и что дальше? Вы против России, что ли, опять? Мы друзья татары хитрые, но хорошие. Ну что, святой Валентин, услышал ответ? По факту, что ты плачешь тут, чертила ты? Я тебя пса забыл спросить. До тебя тоже доберемся, пес. Да, и заебал ты. Валентин, блядь, Юдашкин, ебаный, блядь. Пиздуй в свой, блядь, Кремль, нахуй, сиди там, блядь. Строчи одежду, нахуй. Как говорится, нахуй. Путлерскую, нахуй, одежду, блядь. Такие, блядь. И мы, нахуй, гегемоны, нахуй. Мы эти, как это, блядь, фашисты. Вот так фашистскую одежду шей там, нахуй. Модную, нахуй. Ой, блядь. Ладно, давайте. Вы не русские, а финно-угры, нахуй. Ебучие. Финно-угры, нахуй. Которые, нахуй, в лаптях ходили, нахуй. И пытаетесь что-то нам что-то сейчас диктовать, нахуй. Давайте будем закругляться тогда. Тынычлықты Башқұртстанға, Татарстанға, Уфаға, Қазанға. Исәнлік, саулық. Давайте. Ғұмыр, ұзын ғұмыр, соғышқа бармасқа. Төвбе қылығыз, Алладан сұрағыз, чтобы вам Аллах Таалям открыл, как говорится, силу духа деген кебек, рух күшін берсін, щоб мына шул соғышқа бармасқа. Құтылырға мына шул маржалардан, соғыштан. И өзіңіз турында уже ойлай башлагыз, как говорится. Гаиләгезне, балаларыгызны үстерегез шунда. Шунда гына матур итеп яшәгез. Без бары көрәшәбез нәрсә булса да, без үлгәнче бары көрәшәбез. Урыс пока безне дәүләттән чыгып китмәй икән, без туктамыйбыз. Бездән соң башкалар килә, менә шулай без будем оставлять за нами свое дело. Алла бирсә, пока мы не избавимся от русни. Рано или поздно бары избавимся. Просто кеше әз. Если кеше күбрәк булса, мы давно бы уже избавились бы. Кеше күбрәк булса, и оружие найдется, и финансирование, и так далее. Вот самая задача кеше. А что у нас? Наверное, кто рыпается за это дело, ну, может 100 человек, может 1000 человек. Но это же мало. Хотя бы надо по 1000 с каждой нации, я в тот раз говорил. 179 тысяч, если 179 наций, хотя бы 179 тысяч. Если подымется, пизда будет нахуй этой России. Вот и все. Ну чё, да, про финно-угров. Ну, финно-угры, ну, как мне, как говорится, более-менее рассказали. Я не люблю же книги читать, нахуй. Мне вообще рад. Финно-угры
Это вот эта ебучая русня. Русни вообще по сути и не было. Это, блядь, название нахуй Русни дали, говорят, вот, блядь, в 1900 каком-то году нахуй, там, во время революции какой-то, после Ленина или что там. А это вся шушера ебучая нахуй, собранная финно-угров, всякие нации там, и немцы есть, всякое хуепутовство нахуй, все там есть, блядь, говно какое-то, блядь, славянское нахуй. Собралось в Москалятине. И получилось вот это поеботина с финно-уграми нахуй. В итоге назвали их русскими. Ну надо же как-то, блядь, гегемонию взять. Вот им дали Русню, блядь. Русь, блядь. Русь, блядь. Русь, блядь. Это история Руси, блядь, по сути и не было. Это выдуманная вся хуйня, блядь, нахуй. Поэтому, как говорится, вся территория была это нахуй наша. По сути, нахуй. Татарская, блядь. Татарская территория, нахуй, была это все. Это гегемонию нахуй, вот это все, блядь, цари нахуй, эти нахуй, все это, как говорится, сделали. В итоге выебали там по дороге всех подряд нахуй. Наши, само собой, стукачи, вот эти манкурты, сдались. Наши прадеды манкурты, они просто уже заебались воевать или что, кто-то из них продался и все. И все, и пизда нахуй. Сюмбекена тоже, блядь, долбили. В итоге, короче, этот захватили все равно. Ну, до последнего надолбилось Сюмбеке. Но, понимаете, если внутри ломается человек, стержень, нации, все, пизда нахуй. Вот сейчас то же самое. Поэтому нам нужно в себе воспитать нахуй то, что, блядь, мы татары, мы башкортлар. И избавиться от этого, блядь, сука, заразы манкурта. Манкуртством, нахуй, заниматься нельзя, нахуй. В себе нужно искать себя, нахуй. Как этот гандон Шутлер сказал, блядь, идентичность свою надо. А мы идентичность свою забыли, нахуй. И обрусели. Точнее, блядь, от эти финно-уграми стали, нахуй. Вот и все. Пол Москвы, нахуй, это вот эти гандоны наши, манкурты сидят. Все там во власти, это татары, блядь. Половина из них, нахуй. С финно-уграми перееблись. Вот и все. Поэтому, нахуй, как можно, блядь, татарин против татарина пойти? Никак, нахуй. Поэтому они сидят, боятся. Вот так вот. Поэтому надо, как говорится, вот эту историю, нахуй, пересмотреть. Кто кого ебал. А не так, что, блядь, нахуй, ебут, а мы молчим, так не пойдет. Сегерге керек по полной программе урысына. Құртқыншы. Чтобы потом оттуда вышел татарин новый. И башкорт. Вот так вот. Давайте. И сенсал, как говорится, будем загружать видос. То начало. Пойду чуть-чуть в ТикТоке поснимаю что-нибудь. До встречи.